Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Сидел Нокчи. Если Мазера. Доброй ночи всем. Ставьте лайки и не забудьте подписаться. Рейсул Баркал, спасибо всем. Tomasz Wohl, proszę. Jogan Blaramberg. Так, чтобы было вам видно хорошо, свет прилегает. Так. Что ж, продолжим свой эфир. Сему, мама, сему. Бой готовы. Мы мирные люди. Сему отцебе валеук. Энцевега почти не сплю. Алейкум ассалам. Так. Суета по жизни, как говорится, бегаешь, стараешься, делаешь все. Иногда получается, иногда, а иногда нет. Алейкум салам, Мурат. Не знаю, он вроде бы дома в Панкисе. Меня все спрашивают его номер, но он заменил номер, походу, Цундера. Такая ситуация. А так он в основном заходит, иногда бывает здесь в эфирах, по мере возможности, конечно же. Мисс Австрия, привет. И тебе привет, Тяхандейцун. Вот. Сегодня мне моя люстра устроила, так сказать, забастовку, то телефон, то люстра. Поэтому приходится в полевых условиях, так сказать, работать или общаться, так сказать. Так что, ну что ж, начнем свой эфир. Начнем с самого начала эфира. Я прошу без необходимости, ненужных разговоров и, как говорится, не будем переходить на общество, нации и так далее и тому подобное. Постараемся пообщаться так. Здесь все равно как-то не так.
Постараемся сейчас другую локацию включить. Ага, эх, Руслан задонатил. Первый. Так. Лучше это, конечно, тут. Но сидеть как-то неудобно здесь. Так, Сободел. Чтобы придумать. Чтобы придумать такого. Так. Нет. Опять не то. Что-то сегодня моя ее позиция мне не сильно нравится. Так. Нохчи бу. Ала бу. Нет, здесь тоже не то. Приземлиться как-нибудь так. Сейчас мы придумаем что-нибудь. Это все Светлана устраивает. Все равно темно видно. Так, ну что ж. Что есть, то есть. Солнце акылдыда. Ну, вообще не видно, да? Алейкум ассалам. Сегодня у нас день поиска нормального места. Так что сейчас найдем. Так, сейчас что-нибудь да придумаем. Придумаем. Перейдем сюда. Что делаешь?
вроде бы, короче, лучшего варианта нету. То, что есть, все наше, бящий. Все. Воистину слава Эльду. Так, дальше. Все. Я готов. Пошла, выбери себе удобное место. Все равно видно нехорошо, но терпимо. Я уже перепробовал все, вы видели. Так что эти разговоры, Аллах, не надо национализма. Хусейн Тарамов. Интересно, почему? Есть простая элементарная вещь. Почему, когда вопрос ночи народ блестит, ночи народ, когда говорит о своем каких-то эльдаров ислам, хилла, проездом, обязательно материал как наберем, Аиревой. Когда мы говорим о каких-то национальных вещах или приоритетах, вы не забывайте, что тут речь не идет об асабии, но очень сильно многие люди, когда уже не к чему придраться в плане разговора или исторических каких-то данных, доказательств, начинают говорить о национализме. Об этой теме мы говорили много. В прямом эфире я разговаривал и с Султаном. Мы уже вышли из ряда того, что когда говорили национализм, является ли патриотизм, является ли национализмом. Конечно же, не является. Здесь речь не идет ни о асабии, особенно когда любят некоторые люди забрасывать хадис, который говорил наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, начинают присылать этот хадис. Но этот хадис не относится к нам. Во-первых, мы не возвращаемся ко временам джахилии, мы не гордимся своим родом, мы не гордимся, как говорится, своей фамилией. Речь не идет. Мы гордимся тем, что мы являемся и любим свой народ и национальность, которую создал Всевышний Аллах. Вне всякого сомнения и без всяких разговоров, пустых балабольских разговоров, мы прекрасно знаем, что перед Всевышним лучше тот, кто более богобоязненный. Речь не об этом идет. Само собой, это не религиозный контент. Это контент исторический. В основном здесь исторический паблик, касаемый адатов, касаемо непосредственно истории, географии, культуры. Если бы это был бы религиозный канал, и здесь бы говорили бы там, на такие темы, тогда можно было бы сказать о том, что и сестра Джамиля задонатила, Джамиля дался орел, огромная благодарность тем, кто не забывает донатить. Так вот, если вы начинаете говорить о национализме, я вижу одну слабость в ваших упреках. Дело в том, что когда люди не могут что-либо сделать против аргументов, начинается вот эта лабуда насчет о том, что мы занимаемся национализмом. Но почему это национализм? Объясните мне. Всевышний Аллах создал нас, иншаллах, создал нас мусульманами и нохчи. Для начала, вот, если говорить, в первую очередь Он создал нас мусульманами, потом Он создал нас нохчи, и мы нисколько не ущемляем, не оскорбляем, не принижаем другие нации. Если говорить о каких-то исторических фактах, но
По этим историческим фактам мы судим людей, а не национальности или религиозную принадлежность. Упаси Аллах от этого, потому что когда мне начинают спрашивать насчет того, что религиозные какие-то вещи начинают углубленно спрашивать, я говорю, послушайте, для этого есть сайт муфтията, для этого есть религиозные деятели. Мое образование светское. Я занимаюсь тем, что для меня самое важное, ва алейкум салам, самое важное, приоритет в нашей вообще, на нашем канале, это единство ночи народа. Что бы они ни делали, хорошее мы показываем, чтобы люди брали пример. Это самое главное и самое нужное. Вот, чтобы о хорошем говорили. Что касается разоблачения, я уже, честно сказать, немножко устал. Во-первых, я объясню почему. Дело в том, что я могу каждый день брать только контент разоблачения. Каждый день. Их много. Но мы говорим о каких-то простых человеческих вещах. Если вы называете, допустим, делаете что-либо и приписываете туда имя человека, которому это не принадлежит, это некрасиво, это некорректно. И, само собой, плюс к тому, что вы сами занимаетесь воровством, вы еще оскорбляете во всех смертных грехах чеченцев. Начиная вот эту сестру, которая начала писать, такую чушь написала. Она 3 часа спорила под этим разоблачением, а потом она пишет, да оставьте себе эти песни, они все равно харам. Если они харам, самого Башлам занимается просвещением. Если это харам, если ты знаешь, с самого начала нужно было сказать, это ваше, это харам и так далее и тому подобное, я бы сказал, окей, можешь идти дальше и просвещать других. Речь не о том, что харам, не харам. Харам свинина, харам многие вещи. Харам водка, харам врать, харам присваивать чужое, харам, когда идет война, стихаря делать свои какие-то подлые штуки. Много чего харама можно назвать. Поэтому, с моей точки зрения, если есть моменты, где переходят границу, то люди должны знать. Многие люди, которым это видят, социальные сети не созданы для чеченцев или ингушей. Социальные сети созданы для 150-миллионной русскоговорящей в данной ситуации, потому что мы разговариваем на русском языке в основном, рабочий язык, так сказать. А они созданы для всех. Когда вы загружаете мелодии, когда вы загружаете историю, что-либо, и там становится ясно, что есть люди образованные, люди, которые начитанные, они всегда ищут, где прочитать, где про это что-либо написано. Сегодня мы же говорим шейх Google, там, шейх Википедия и так далее и тому подобное. Это же неспроста говорят, потому что сразу молодежь лезет и читает. Сегодня все в интернете находят многие вещи, и полезные, и бесполезные, и вранье. Поэтому, если туда загружают вранье, завтра, послезавтра, реально получится, что будь то что бы ни происходило, история, география и все остальное, оно вылазит, как говорится, в скобках, что это принадлежит им, а незаконно кто-то взял, чеченцы вечно реально у кого-то что-то забрали. Поэтому я считаю, тут речи нету конкретно про ингушей или про кого-то. Еще раз я вас хочу, чтобы вы понимали. Если у меня в эфире во время стрима, а это стрим, во время стрима люди задают вопросы, я должен отвечать на запросы людей. Какие потребности есть у людей, я им отвечаю. Здесь, ва алейкум салам, ва рахматуллахи ва баракатуху, YouTube, вопрос YouTube канала, я сейчас отвечу, конечно же. Сразу же отвечу и приведу аналог того, что мы делаем правильно. Во-первых, сразу же можно сказать об одном. Если мы сегодня
в эфире собираемся, из 100 человек, 50 человек, 80, без разницы. Из них люди, с которыми я лично знаком, могут быть там единицы, 1-2 человека. В основном до конца эфира, допустим, прошлые эфиры, в прямом эфире посмотрело нас где-то до 700 человек, а после просмотрело 1700-1600 по-разному. Это все зависит от времени, сколько они простоят. Многие говорят, что они днем просматривают видео, потому что невозможно, оказывается, нормальный человек не может 4 или 5 часов или 3 часа сидеть на одном месте и разговаривать. И я понимаю этих людей, я согласен полностью. Ну, так получается, но это я не от хорошей жизни делаю, но так я пытаюсь какую-то лепту внести, надеюсь, полезную лепту и в просвещении, и изучении истории, и разоблачении для нашего народа, особенно для тех, кто живет в Европе, за пределами нашей Родины, и которые трудно добраться до литературы, до истории нашего народа. Более, по крайней мере, практично, обязательно, если я где-то что-либо пишу, максимально карта, документ, я, само собой, взял его откуда-то с какой-то ссылкой. Если же нет, если это какое-то авторское произведение, я непосредственно не делаю ссылки. То есть это может быть мое мнение, это, возможно, мне кто-то со мной поделился этим мнением, и я с его разрешения это опубликовал. Поэтому с этим проблем нету. А теперь я отвечаю на вопрос моих дорогих братьев и сестер, которые находятся в YouTube-канале по поводу ролика. Конечно же, этот ролик мне только что скинули. Не только что, а где-то час тому назад. Ролик я посмотрел. Я надеюсь, если Цуантру Мухаммад Гудермесский пропал, обещал мне, сказал, что он предоставит услуги, Хайн Ющел ролик Хаяид, я тебе вырежу этот. У меня нету резака, у меня нету программы. Телефон у меня очень не выдерживает. Я не могу вырезать, скачивать с Ютуба 40 минут ролики, а потом брать оттуда минуту-две, потому что больше не надо. По этому ролику я обязательно завтра не с гневным, а с разоблачающей, как говорится, очередной раз с разоблачением выступлю. А всем тем людям, которые упрекают меня, то, что там иногда мне там 5-6 человек или 10 человек иногда могут прислать донат, посмотрите последний ролик и оцените своего шейха, те люди, которые любят меня упрекать. Как он говорит, что ему не хватает хотя бы 1000 подписчиков, которые бы по 100 рублей давали, тогда бы он дал бы огня полного. Так, а по поводу исторического, то, что он сразу, вопрос был задан конкретно не к нам, а задали вопрос про данную ситуацию, про Ингушетию, он сразу перекинулся на Чеченскую Республику. Если бы не этот случай, я бы пропустил бы. Если он рассказывает что-то про свою историю, мне как-то по барабану, честно сказать. Это его проблемы, пускай он пишет, пускай он делает. И наш брат Апти задонатил, Апти дал доплаху. Вот, когда появляется такая мелодия, это значит задонатил. Брат Апти задонатил, Апти дал саадуал, будешь иногда изашка соуда хейла. И он рассказывает, мне понравилось больше всего. Ну ладно, я оставлю это для ролика. Я не хочу сейчас это смаковать, потому что потом смотреть ролик будет бесполезно. Там есть несколько моментов, с которых я просто-напросто настолько угорал. Да, если вы говорите, что его не слушают, и 1000 человек хотя бы делают просмотры, то, что он повесил истинг, в основном чисто национальные, Нохче Истинг, есть этому доказательство, и на нем карта, на которой почти что вся, чуть ли не до Урус-Мартана, а возможно и с Урус-Мартаном, якобы принадлежащая Ингушетии. Вот это вот как раз таки фитна. Вот это вот транслируется на Ютубе и в тысячи разных просмотров у него. Если я завтра повешу флаг, кстати, сам Бузуртанов Руслан, Русик, генерал стратегического назначения, как-то вырезал карты, которые были нарисованы в интернете. И, кстати, с отторгнутыми историческими там кусочками он показывает. Ну зачем вы врете? Ну, там Ауховский район, там Хасавюртовский район всегда был за Дагестаном и так далее. Там, нет, не был он всегда за Дагестаном. После
так сказать, упразднения Терской области в 1921 году присоединили эту часть, Бабаиртовский, Хасавюртовский, нынешний, я говорю, Ауховский, Навалакский, который называется сегодня, они были присоединены к Дагестану. До этого они никогда не принадлежали Дагестану и никогда не были в составе Дагестана. Но Бузуртанову это не понравилось. Он говорит, зачем вы так обманываете и так далее. И он там показывает разные куски, но это мнение. Никто не говорит, что это официальная карта. Какой-то человек захотел, сделал. Он осуждает, распечатал цветное, то есть глянцевое. Это очень дорогое удовольствие. Я вам хочу, чтобы было понятно. Почти до 6 или 10 карт он распечатал. Это, да, я бы даже не сделал этого. Распечатал, говорит, смотрите, какие аппетиты там у чеченцев. Там он сюли оле, там делает свою работу. Однако, несмотря на это, значит, говоря все это, если он сзади, за своей спиной публикует мнимую карту, которая говорит, что эти земли там принадлежат ему, а чем он занимается, или чем он лучше тех людей, которые занимаются этим. Что касается Мамакаева и Лаудаева, вот эти две книги, которые он говорил, Лаудаев все прекрасно знают, что это был царский офицер, что он выслуживался перед царской Россией, это вне всякого сомнения. Лаудаев многие вещи написал, в принципе, нехороших вещей, о ингушах тоже Лаудаев очень много написал. Но нет, фишку я оставлю на ролике. Я постараюсь этот ролик сделать. И потом вы сами увидите, когда этот крендель начинает говорить вот такие вот вещи о князьях чеченских, о домах чеченских. По домам я хотел выступить. Этот момент, конечно же, я не буду. Он пытается... наговаривает на чеченцев о том, что у чеченцев дома были разборные, грязные. Они в течение 3-4 месяцев сорили и потом меняли село на одно место, другое место. Неуважаемый сказочный Русик. Дело в том, что чеченцы села никогда, тем более во время Кавказской войны, сами добровольно не оставляли. А дома каменные, которые ты хвастаешься, что у вас они были побелены, а у чеченцев их не было. Ну, коли задали мне такой вопрос, я отвечаю. А так, сразу вам говорю, я не посвящал и не хотел посвящать как бы эфир этим сказкам. И все же я отвечу. Снова же, не обижайтесь, последователи шейха Бузуртанова, как некоторые его называют. Вы говорите, что он говорит, что наши дома были побелены, чисто ухажены. Но есть разница. Они у вас были ухожены, если ты так говоришь. Пускай будут. Но, правда, я тебе рекомендую прочитать у Гюльденштейна и еще у некоторых источников, как он описывает быт братского нам народа. В отличие от тебя, я не буду называть нацию. А чеченцы якобы вот царили. Во-первых, никогда чеченцы ни одно село из-за того, что там оно было грязное или же загаженное, не бросали. Второе, я отвечаю на твои сказки. Балабол ты этакий. Балабол, потому что это неправда. Он говорит, да, у меня есть доказательства. Нету ни одного доказательства, что чеченцы оставили хотя бы одно. Хотя бы. Ваши вопросы я не вижу, пока они у меня стоят, поэтому пока не задавайте. Нету ни одного селения, которые оставили добровольно, потому что во время Кавказской войны чеченские села, равнинные, предгорья сжигались. Каждое, вот это ты найдешь, и каждое из них было сожжено. Фактически, если начиная от одного раза и доходит такие селения, как Герменчук, допустим, которое было сожжено 10 раз, ты должен понимать, каждый раз чеченцы не строили каменные дома, не делали, потому что они всю жизнь в кавказские годы, в отличие от тебя и тебе подобных, которые не воевали, им не нужно было дома переносить или перемещаться с одного места. Почему? Потому что война шла в основном где? На территории, правильно, на территории Нохчичуя, Чеченская республика. Поэтому строили вот эти дома, поппархахи, чтобы быстро не было. Об этом говорят многие ученые, которые говорят, не жалко было, если такие кишлаки, или как они называются, были сожжены или уничтожены.
Вот для чего не устраивалось с чеченцами. А загажено из-за мусора, из-за неправильной геометрии, что бы ты ни сочинял, чеченцы не оставляли ни одного села. Не то, что в то время, сегодняшний день, в 21 веке, тысяча представителей нашего народа, включая дальние рубежи, такие как Цеси, Галанчож или Мялхист, едут туда, чистят, проводят субботники, пытаются восстановить. Почти в горной Чечне, почти каждый тейп восстанавливает свою мечеть. Муахбуй, каждый муахк. И все остальное. Поэтому ты не сравнивай курицу и яйцо. Понимаешь? Ты в зародыше, а здесь уже конкретный случай военных действий. Здесь уничтожение, здесь сопротивление. Для чего? Я не говорю, что это правильно, хорошо, нет. Мы говорим с точки зрения истории. С точки зрения истории, в то время, начиная с шейха Мансура, это было освободительное. Для них было непонятно, что какой-то агрессор хочет навязать свою идеологию, свою веру и так далее и тому подобное. Здесь есть разница. У вас были белые, чистые, никуда не передвигались. Да куда передвигать, если вы на маленьком пятачке там жили? До 1801 года вы даже фактически Тарская, Заурова или Ангуш, вот до Тудова вы спускались, дальше Назрани вас не было. О каких селениях может говорить? О каких башнях говорить? Башенные комплексы то же самое. В Чечне они фактически уничтожены на 95-97%. Вы же закидываете сказки с точками, что больше было в Ингушетии. Так посмотрите Марковина, посмотрите других, Чахкиева, Джабраила Юрьевича. Он же прекрасно знает, он был моим личным преподавателем. Не личным моим, а в университете был преподавателем по археологии. Он же знает, что в Чеченской республике не меньше башенных комплексов. Жилых я вообще, как может быть меньше их там, если нас было всегда в раз 10-20 больше, чем вас? Как? Где ваша логика? В 1801 году 9 тысяч и мужского, и женского пола. 9 тысяч. В то время в Чечне 250 тысяч. А где они жили? Под зонтиками, под деревьями жили они? Или у них палатки были? Или у нас только пещеры, чтобы мы в пещерах жили? Насколько идиотом нужно быть, чтобы такое говорить? Или рисовать карту, что, мол, у нас больше. Если у вас много, хорошо, альхамдулилля, мы радуемся, что у вас много их было. Но не лезьте к нам и не говорите, наши зодчие строили. Я вам скажу, ваши зодчие, наверное, вообще не отдыхали тогда. Чтобы 250 тысяч, в то время 250 тысяч. Чтобы им всем построить башни, и всех ингушей вместе, всю жизнь не хватит. Так много строителей нужно. С учетом ландшафта, с учетом камня, обточки. И совсем, еще раз я вам говорю, приезжайте к нам в Нохчичуя. Посмотрите, какие у нас башни. Это земля и небо. Это не булыжники на растворе или там еще там. Это обточенные камни, сухая кладка в основе своей. Ну зачем врать? Если у вас больше, мы же не спорим об этом. Если говорите больше, говорите. У нас белые, побеленные были и так далее. Но откуда известь, посмотрите. Где больше всего извести добывалось? Где больше всего соли добывалось? Где порох добывался? Где оружие добывалось? Где истанги делали? Где лучшие оружейники были? У нас целый тейп назван в честь названия этих мечей сабель, которые я закидываю, кинжалов сабель. Да сколько же можно врать каждый раз. И я, когда говорю, что у нас это было, у нас то было, у Башлама собрались нацисты, у него, да какие нацисты? Вы посмотрите, что других исторических пабликов нету, каждый сидит и говорит. Я что, говорю, что у нас все было идеально? У нас были погрешности, у нас были проблемы. Ну ему задали вопрос конкретно про Ингушетию, какого ты фигли лезешь туда? А что было у соседей? Нет, там чуть-чуть ингушей он задел, а остальное все про чеченцев. Лаудаев красавчик, он говорит. Мамакаев вот ваш говорит. Сайд Хасан Нунуев вот в академии, он сказал, что в Чечне был феодализм. Если русик не понимает, что стадия, исторические стадии, есть определенный период, и период феодализма,
становления чеченского Нохчи народа. Мы прошли. Он прав. Это правда. Потому что невозможно стать народом, если ты не проходишь все эти стадии. Если бы у тебя были бы хотя бы малейшие, чуть-чуть мозги, ты бы понял, что без этих всех процессов становления, демократизма, феодализма и так далее, там невозможно. А что касается рабства, я не хочу задевать сейчас всех ингушей. Из-за такого, как ты. Мне не рассказывай ты сказки. Зайди, прочитай, у тебя на сайтах, у вас официальных государственных сайтах есть эти договора. Сегодня о чем речь? Дома у них такие. Из-за мусора и, ну как такой вот, какому вот дегенерату может прийти в голову, из-за мусора села чеченские якобы Цеси вежешкар сидолу ногчи канта. Цеси вежреш Аллах сидуэл, цеси братья задонатели, да, духда Адуэль Хасан. Будущим, да, Берта. Ну, я не знаю. Взялись за истанги, но разоблачили. Истанги почти не делались в Ингушетии. Взялись за оружие, разоблачили. Взялись за другое, разоблачили. За песни беретесь, разоблачают. За другое. Я же не только вас разоблачаю. И я снизу вот таким шрифтом написал. Уважаемые чеченские блогеры, рекламодатели, я не знаю, литературоведы или как их еще назвать, я не знаю. Не забрасывайте, проверьте 100 раз. Эта башня чеченская она или ингушская. Не закидывайте. Смотрите, у нас вот столько башен. Просто фотографии есть, у Абдуллаха Берсанова есть, у других есть. Посмотрите, достаточно, но не берите вы эти фотографии. Потому что они упрекают. В основном это рекламодатели. В основном баннеры делают они. Журналы делают они. Они оттуда берут. Или кто-либо, когда делает ролики. Когда сзади идут заставки башен. Посмотрите. У нас побеленных белых башен не было. Не ставьте их на задний фон. Оставьте. У них они 28 лет говорят. Мы отдельно, вы отдельно. Оставьте их башни. И Цашику башня хватит, все вы гадите, целый ролик я перестал их загружать. Или говорите, это ингушские башни. Ну, я это и своим говорю. Не только там кому-либо. Это касается, начинают башни гуняды, дагестанские, восточные, хуайские башни ближе к дагестанским. Ну, где вы видели дагестанские башни? Вы видели лезгинские башни какие? Разве хоть один Нохчу сказал, что лезгинские башни это чеченские или что их построили? Да, они тоже высокие, но они круглые и другой формы. На глиняной основе, в основе своей. Ну, вместо раствора глина, кажется, у них была, если я не ошибаюсь. Начинают говорить, где, какие аварские башни есть на территории Чечни? Где? Хоть одну покажите. Тем более с учетом того, если вы говорите о том, что они восточные, ну, покажите. Вот Сулак, левый берег, вот по левобережью, покажите, сколько вы можете показать аварских башен. Сколько? 10 хотя бы покажите. Я именно про боевые башни. Или жилые башни, сигнальные башни. Я не про дома, которые схожие в горных районах, в основном схожие. Болтать болтают, а показать нечего. И это касается и красный горшок или кто. Я не говорю, что там их нету, но я говорю, ну соприкосновусь, чтобы мы увидели, скопировали и сделали. Где они? Почему в Аухе нету ни одной, если вы говорите, что там исконно, вы же в своем гребаном докладе написали, что одни принадлежали там, якобы кумыкский князь позвал, другие написали, что аварские князья. Почему аварские князья, не в обиду, я говорю исторические, или кумыкские князья, где их башни? Чтобы мы взяли с них и скопировали, построили у себя в Чечне. Что у нас нету культуры, чтобы копировать ее от кого-то. Где? Ну покажите тогда, доказывайте. Вот башня, я же ставлю 2 фотографии. Вот ваша башня, вот наша башня. Покажите.
Ачархаджи, говорят, что мулла Ачархаджи был Нохчи. Я 10 раз доказывал. Нет, это чеченский националист, Башлан врет. Ачархаджи был якобы. Это самое главное пишут. И аварцы пишут, аварские блогеры. И кумыки пишут. Ну где? Сегодня я вам предоставил немецкий, вот последний пост, вы многие не прочитали, а там просто-напросто все от А до Я написано. Немец написал на немецком языке. Ачархаджи был Нохчи. Из типа Гендергно он был. Потому что его прямой потомок, который напечатал Шатюн Кедегдуа. Я не говорю, что он сделал. Здесь, когда описываются такие исторические моменты, мы не говорим о самом случае, что он убил или восстание поднял. Нет, речь не об этом. Речь идет как раз таки об опровержении лжи и клеветы на чеченский народ. Вот в чем причина. Здесь речь не идет об ингушах только, если вы думаете. Если бы такие бы действия были бы от осетин, мы бы сказали, и осетины это делают. Если бы это сделали грузины, и грузины это делают. И так далее, и тому подобное. Но мы же не говорим об этом. Там один терский казак начал лапшу вешать на уши. Быстро привели его в сознание. Не говорит ничего. Вот. Выступают нагайцы. Не чеченские нагайцы имеется в виду, а другие. Говорят о хороших взаимоотношениях. Выступают калмыки, говорят о хороших взаимоотношениях, несмотря на то, что мы с ними даже воевали, много чего было, и плохого, и хорошего. Но никто не оскорбляет, никто не пытается. Там кто-то рассказал сказку, начали рассказывать байки о том, что якобы Эрстаншхуай, это появилось название от названия столицы Элиста, Калмыкии. Ну, такого тупого подхода, такой тупой речи я вообще в жизни не слышал. Вот такие вот байки рассказывают. А вы говорите, что не надо их разоблачать, а если я разоблачаю, то мы нацики. Но если мы не будем разоблачать, эти видео остаются. И через 100 лет люди скажут, реально, Тайп Эрстаншхуай произошел от Элисты. Но это не дебилизм разве? Ни разу в жизни чеченские села оставлялись, потому что они вот были такие бедолаги, не умели строить, у них не было башен, сакель, они жили вот так-то. И кто это говорит? Который в жизни даже, не знаю даже, как это акцентирует. Ну, я честно скажу, содин мяло, сайнохчи пам сиса змялдо, тхоюк диетач мяло, а сейниц мял поча, сейгдалушта глиду. Я не буду ни на кого наговорить. Для меня каждый гала, нохчи, достойный брат, он достойный. Брат, сват, сосед, разницы нет. Но тот, кто клеветает, когда что-то хорошее говорит русик, он становится ингушским историком, шейхом и так далее. Когда я говорю, остановите его, вы говорите, не говори про всех ингушей. Но вы же хвастаетесь за него. Мне без разницы, будь это он или Красный Горшок, или кто-либо другой. Но не лезьте к нам, к нашим башням, к нашим, что бы это ни было наше. И вы думаете, вот сами подумайте, там ряд случаев, вы рассказываете, говорите, что вот украли там, башню взяли, там, землю взяли. Так и докажите, что это так. Докажите. Вот и все. А то, что вы говорите, череп у Цечуай чуть больше, меньше, чем у чеченцев, больше у чеченцев чуть большая голова, маленькая, это не доказательство. То, что они жили между нами, это знает и каждый человек. И думаю, что и прекрасно знает. Так что нужно смотреть. Все остальные вопросы я пропускаю сразу. Если у вас есть какие-то вопросы, я их всех поднимаю, я ни один из них не прочел. Я остановился на мирный строитель. Вот до этого я все вопросы пропустил, а вы задавайте вопросы теперь обратно, если у вас они есть.
Это не про то я говорю, я вообще, это как один из примеров я вам говорил. Дальше. И какой-то балабол, я не знаю, ишачелы, который приехал, который не имеет ни к нашей, ни ингушской нации, мне будет рассказывать. Ну ладно, я обещал себе, что не буду рассказывать мне про мою историю, или что мне кто-то пишет сценарий, чтобы... Где мой сценарий? Где сзади титры? Кто мне? Или я каждый день зачитываю сценарий, чтобы я работал? Ваша обычной позиции молодцев. Ну, у меня, к сожалению, извините, вот так меня устраивает цвет, тот телефон. Вчера я не смог из-за телефона. Просто-напросто он был цабирцуса, сололах. Тексты я со второго писал, он не способен для эфиров. Вопрос. Ризван Таташев. Ассаламу алейкум. Предки моего соседа, он из Хинда, были строителями башен. Они были профи в своем деле, так как была династия, преемственность от деда к отцу, отца. Подожди, я же вам рассказывал, ни одна из башен, о которых очень много, я вам на видео показывал с петроглифами. Богатейшая наша Швейцария, это Шаройский район. Ни одна из башен не построена ни одним ингушом. Старейшин я расспрашивал, они даже в глаза не видели там, чтобы был хоть один ингуш, который пришел и построил там башню. А башни там, камень там настолько красиво обработан, это просто не передать. Такой геометрии, валлахи, я говорю без всякого привлечения, сегодня многие современные каменщики, которые кладут итальянский кирпич, какой бы он ни был кирпич, они не могут достигнуть такого уровня. Я лично это видел сам. И я вам это показывал на видео. Поэтому в Шарое, нашей чеченской Швейцарии, без всякого преувеличения, башни просто красавцы. И ни один ингуш ее не поставил. И ни один сюли его не построил. Потому что, когда я проводил свою экскурсию в Шихарое, я спрашивал, есть ли хоть одна башня, хоть одна сакля, построенная сюли, там не было ни одной сакли, ничего построено ни одним сюли. Ни одним. Ни сюли, ни дидо, ни анди, ни одним. Ай, Шарой, Берзлай, сам бюрла. Шаройский Берзлай, Дасайо, Шудана, Талдук, Дахтуэл. Огромная благодарность всем тем, кто не забывает донатить, помогать нашему каналу. Иншаллах. Все благодаря вашим усилиям. Я делаю акцент на работе, потому что вот эти мелкие проблемы забираете вы на себя, то есть вы помогаете, кто картами, кто книгами, вы помогаете, поэтому Берез Хилдал Сейдольшу. Так, Алейла Башлам, сколько ты новых прозвищ и терминов изобрел в последний уикенд? Да, такова жизнь. Башлам, есть у тебя что-нибудь про Айсу Гендергноевского? Есть чуть-чуть. Я опубликую, видео у меня есть. Ну, я собирал материал, к сожалению, очень материал, мало очень. Хотя Швайб Мулат Центуроевский, Айса Гендергноевский, у них должны были быть такие хорошие материалы о них. Я не знаю, почему их нету, где они. Возможно, они есть. А возможно, просто о них должны были написать наши сами. А мы писать не любим. Может быть, у кого-то на арабском языке тяптерах есть. Я не нахожу, поскольку в основном я пользуюсь или грузинской, или российской, или иностранной. А иностранцы все были на службе у царской России. Может быть, они не написали, хотя, Аллаху алям. Башлам, надо возрождать забытый нами Кистимуахк. На границе восстанавливается Галанчурского района, союз стоит Кистимуахк. И что восстанавливаться Бяшвушон. Башлам, зачем ты себя ограничиваешь, если они себе позволяют это без проблем? Потому что я ногчу себе многие вещи не позволяют. Ой, вилкду, вездингелду, ой, бахканишбу, ой, кигинишбу, ой, ижрибу, чуа.
Если он спрыгнул с обрыва, это не обозначает, что я должен прыгать. Он перед Всевышним Аллахом ответит за 1000 лжи, которые он... Я отвечу тоже, если я соврал или наговариваю. Поэтому я говорю то, что есть у нас. И я это буду делать. Не все плохие там, не все хорошие здесь. Поэтому нужно это четко. Как вам доказать, если вы не хотите правды, у вас один девиз, все правы, и никто кроме вас? Нет, почему? Я не видел ничего из доказательств, честно сказать. Хотя попытки были, да. С 1860 года у вас есть попытки. Иша Хасан Хаджи Цани Балквант Яушун. Иша Хасан Хаджи Цани Балквант Яушун. Тхерухаца. Дал Харцу Ишу Бакутулы Амин. Это наши башни, и скоро мы их заберем. Да, конечно, заберете. Если у нас строили бы башни Сюли, то у них они стояли бы. Конечно, это же логичные вещи, вежри. Если у тебя есть... не забывайте, они как минимум, у них было целое государство, они говорят. Государство, образующее столица, Сарир, там, Хунзах и так далее. Там. Я не говорю, что этого не было. Было. Там, где... Но там же должны остаться башни или башни, похожие один в один на наш, чтобы у них скопировать. Их нету. Когда, получается, ты строишь чужим людям башни, и Зелимхан, кажется, задонатил, Зелим дал Саева донат. У самих нету, они пришли в Чечне строить башни, что ли? Как-то вообще, где логика? Ладно. Как сильно так стоит посмотреть Башлам? Про Гургала есть инфа у тебя? Гургала нет. Башлам, в Шарое сколько башен? Каких типов, интересно? В Шарое башни есть. Очень много. Я в основном у Цеси есть кто-то еще задонатил. Да, Саилша донатил. Идрис задонатил. Идрис дал Саила доната. В Шарое, на которых я Хакмадуаю, Шаруаю, Шаройский нишью, Хиндуаю, Мятсун, Цесию, Мятсун, Сунгинаш, Шихруаю, Холландуаю, Почти у всех шаройских чисто исконно новчих тайпов есть башни. В основном. Но там очень много и разрушено их, не забывайте. Войны, а там проходили войны. Это фактически граница с Грузией, с Дагестаном. Это такой пятачок, периферия, так сказать. Так, дальше. Башлам. Сегодня есть те, кто пишут историю, то есть сегодняшние факты. Сегодня есть вариант написать правду. Как сегодня мы говорим про... Сегодня есть вариант написать правду, как сегодня мы говорим про царскую Рашку. Я не знаю, что ты имел в виду. Аминь. Не понял твоего вопроса. Так, дальше. Получают деньги, отсиживают. Вежри, я не знаю, наверное, есть, если вы про историков, наверное, есть, которые пишут. Для них, для этих интеллигентов, то, что мы говорим, они не считают это нужным, важным. Они думают, что вот это на уровне, там, где они сидят, возможно. Это мое предположение. В их понимании они печатают, нужно смотреть, искать, публиковать. Я их попросил, если у вас есть, не трудно связаться со мной. Не обязательно там, вот у нас есть материал интересный. Вот как мне Мурадов его фамилия, прислал вот 2 книги. Одну книгу он прислал, сказал, проверь, прочти, посмотри. Мне Ильясова Лечи книгу подарили, которая просто великолепна, которая бомбовская. Хасана Бакаеву книгу мне подарили. И я могу сегодня судить об истории вот с этих книг. Почему? Потому что они... А если ты где-то написал, заханырил, или там, я не знаю, выложил их там на продажу, я не могу себе их позволить, допустим. Поэтому
Галанчеж наш от того, что вам Рамзан с помощью Матовникова подарили. Галанчеж наш, потому что до Рамзана и до Матовникова он у нас был. У вас, вам что подарил? Ладно, я не буду. Ты Луамару 06, наберись немножко душка, напиши Рамзану это. Если это даже сделал Рамзан, если бы это даже сделал Рамзан, как ты говоришь, мы бы сказали ему Баркалла, если бы это было так. Рамзан только по справедливости вернул то, что было всегда чеченское, не ваше. То, что вы украли в 2009 году. Про Султан Мирзу Окотского из Дарьяла Эльбрус есть небольшие материалы о том, что он был брат Шейх-Мурзы Окотского, что он был акинцем, вот, но очень мало, очень мало. Ой, народ устал. От чего? Так, дальше. Химой башни тоже есть в Шаройском. Химой я... Вроде есть Химой, есть Химой есть. От вашей ненависти. От моей ненависти. Ты явно между путаешь меня с кем-то. Башлам, помнишь, связь дикою мясом. Царь судов. Башлам, сегодня нашел этого Узгана, перечитывал с книг или с каких-то ссылок, откуда Алаудин задонатил, Алаудин оставил доната с книг. Можешь найти эти книги, Руслан Султан. Эти книги, я сразу вам говорю, эти книги есть. Вырезки из этих книг есть. Башлам, у тебя был один ролик, где ты утверждаешь, что вам Аллах строили, а теперь наоборот говоришь, нет, я не говорю. Ты путаешь. У меня один ролик не был, я в прямом эфире сказал. И Чакиев Джабраил Юрьевич об этом говорит. Я ссылаюсь на них непосредственно. Он говорит, что возможно какие-то близкие села, граничащие села, что за деньги нанимали ингушей, и чтобы они строили башни. Это я говорил. Но это гипотеза. Научного подтверждения у меня нету. Документального подтверждения его тоже нету. А схожесть их, кто у кого взял, не взял, Аллаху алям. Возможно, строили ингушские строители. Почему? Потому что в то время и сейчас деньги есть деньги. Что сегодня не строят, строят. И сегодня строили, и тогда строят. Я имею в виду не только башни, а вообще и дома, и что угодно. Ассаламу алейкум. Про что тема эфира? Про разное. Алейкум салам. Алейкум салам. Башни ляшкрой, дай, вайсхарой, ригхой, нижлой, ю. И еще много-много. Конечно же. Конечно же есть. Путин уйдет. Да, конечно, Путин уйдет, покажет. Нет, у меня корейцы с Северной Кореи штукатурили. Ну вот. Алихан, после этих комментариев закаленные. Ассаламу алейкум, башлам. Как так получилось, что есть тейпы вне тухумов? Очень просто. Мы об этом много говорили. Да, кстати, про тухумы. Мне понравилось, когда генерал стратегического назначения, сейчас я отвечу на твой вопрос, написал, что тухума это яйцо, якобы Мамакаев написал. Но Мамакаев, само собой, взял от предыдущих, а предыдущие взяли их от дагестанцев. Как раз таки не яйцо, а вот граница желток и белый, когда жаришь яичницу, наверное, он знает, определение границы, то есть в одном месте, которое находится, желток, когда в белке, вот точно так же в одном пространстве, это муниципалитет, другими словами сказать, это район, в котором проживают разные тейпы. И то, что написал Мамакаев, с чего вы взяли, что мы должны аллилуйя говорить на Мамакаева. Мамакаев много чего написал. И их, кстати, два Мамакаева, и Руслана Бузуртанова, он, наверное, не знает, что есть Арби Мамакаев, что есть другой Мамакаев, поэтому немножко бы стоило бы изучить этот вопрос. Башлам, если говорить правду, то зачем стесняться? Они ведь не стесняются. Мы говорим, правду. Самагатай Шамагов.
А как понять, чеченцам они строили так гладко, с петроглифами, идеальной кладкой, о себе хлам была. Ну, чего, я не говорю, что они строили. Я говорю, возможно, строили, может, строили. Баувай на подходе. Как понимать, чеченцам они строили так, Беслан? Одного не пойму, зачем Ингушам башни, я не назначаюсь для войны. Нет, не обязательно для войны. Башлам, если говорить правду, то зачем? Это я читал, Беслан, не давать смету, то Башлам, не дом дагестанцы строили, но они не претендуют на него. Да, надо задокументировать. Мы же вчера на кому внимания не обратил под видео в Ютубе, пишут, нет. Тухум был военный союз. Да, социальный военный союз, это мы знаем. Последние эфиры доктора наук, профессора и нобелевского лауреата Бузуртанова совсем понесло. Теперь он у черкесов бомбить. Да. Башлам, есть вариант провести эфир с Эрси Абубакар. Башлам, я не знаю, Эрси Абубакар занимается историей или нет. Башлам, а правда, что у нас были приираторы стоянки средние? Не понял вопроса, что за приираторы вы попали? Я вас строю пожаление на наши басни, связанности Бог. Башлам, почему сообщение за донатами не зачитываешь? Башлам, почему сообщение за донатами не зачитываешь? Джузи, пока, по крайней мере, мне не приходило, просто пришло сообщение. Обычно он показывал, вот, допустим, Умар Шаройский прислал, от Шарой написано. Цеси Вежечкар Сидол Новчик Антон, вот прислал, тоже видно. Аллах, это было Амад Сая, это вот все, что есть. Почему не показывают, я не знаю, вы написали или нет, не знаю. Вроде бы Хама Кашня Аздам Йошоныш, я зачитываю вроде бы всегда. Но почему он не показал вот здесь? Сегодня 30-е. Идрис просто прислал. Это все. Сообщений нету. Я не знаю почему. Истории в диалогах нету. В историях тоже нету. У меня не так много донатов. Если бы кто-нибудь отправил, я бы сказал. Сумма определенная или любая на донат, чтобы сообщение зачитали? Да нет, не определенная. Донат — это добровольное пожертвование. Лучше бисмилля. Там нету больших сумм или там каких-то, что момент реакции тягает ситуации. Эрси Абубакаре стихи я печатал. Вот вы выражаете недовольство Бузуртану. Слушайте, а почему вы не объединитесь, не найдете его и не спросите с него лично? Дозор групп, у тебя хорошая логика, как и у всех. У тебя очень хорошая логика. Но дело не в том, что спрашивать с него. Зачем с него спрашивать? Во-первых, взрослый, больной человек вполне себе может быть. Ему звонили, писали, говорили. А при чем тут Бузуртан, не Бузуртан? Мы про то, что он рассказывает, его разоблачаем, и все, Башлам. Имена назови, кто украл у вас землю конкретно. То вы обвиняете весь народ, это уже конкретно? И я тебе спрашиваю, Ламров, конкретно в 2009 году, когда эти земли потихонечку по забывчивости или из-за военных действий потихоньку вы взяли, покажи мне, сколько людей вышло на митинг. Тогда я отвечу тебе конкретно фамилия. Мы тоже не про весь народ говорим. Хочешь узнать фамилию? Назови, посмотри, недовольны теми, кто вернул эти земли. Узнаешь фамилию. Башлам, а правда, что ингуши прогнали Николая II со своей армией? Неправда. Никогда, тем более. Все станет
Башлам, гони отсюда эту собаку Доузер у себя на скрязе. Он не матерится, не оскорбляет, гнать, нет. Пускай высказывается. Так проще разоблачать, так проще знать. Знаете, что говорят, о чем говорят. Dozer Group. Ну, то, что ты говоришь, это только ты так думаешь. Тебе хочется, конечно, этого. Как же Джузи ненавидит мой народ. Вот такой донат прислали. Как же Джузи ненавидит мой народ. Отправил Рустам. Да, кто был Дисней. Вот такое вот сообщение. Почему они лезут с этими землями? Какое отношение имеют эти земли ингуши? Не знаю. Вроде бы эти земли властвуют. Ну, как же. Умалат Гадиев один из тех, кто тайно присвоил российского региона Ингушетии эти части. Мялду дает на Башлам. Я не называю сумму. Джузи. Это неправильно. Никому не называл, я не хочу называть. Когда... Так, подожди. Писатель Пыхалов писал про Войнахов, что мы предателями были в Великой Отечественной и переходили на сторону нацистов, то ингуши объединились на Наглей Ег в Питере и спросили с него за книгу. Да. Бедный Полыхаев или Пыхалов, или как вы его там называете. Ну, что я могу тебе сказать? Всех вы говорите, да, наказываете, нашли его и наказали. Странно. Пыхалова вы нашли, наказали, а Кулумбекову не могли. Все нормально, ничего, ошибки бывают. Кулумбекова, Швили, вот этого Дмитрия вы поддерживаете. Неоднородно как-то. А что касается наказать, не наказать, ну как можно наказывать человека? Ты мало читаешь моих постов, не слушаешь. Новчи никогда ничего не забывают. Они могут простить, они могут на время забыть, но на время, но не всегда. Ты у себя на канале в комментах писал, что чечаны произошли от князей Турлова. Нет, конечно же. Документ официально, когда Турлову просили у царя российского, просто умоляли, чтобы он дал землю, которая принадлежит царской России, вместе с там живущими. Есть у меня, я его напечатал, так что про Турловых и сказку про Турловых рассказывать можно другим. Так. Я не знаю, вот сейчас последние задонатили, просто задонатили. Вот Рустам прислал с сообщением, видно, Рустама, любимый брат ингушей это Маршуа. Вот такой донат прислал Рустам. От Рустама я вижу донат. Вот он задонатил и написал, любимый брат ингушей это Маршуа. Вот. А вот то, что до него задонатили, просто сообщение прислали. Это вы, значит, не пишете сообщение. От Рустама они доходят, от Умара доходят, от Хасана дошли, а от вас не дошли. Вы, значит, что-то совершаете, какую-то ошибку. Ты писал у себя на канале. Ты писал у себя. Подождите. Так, подождите. Доузер, ты что делаешь? Я пропускаю, а вы сейчас потом будете обижаться на меня, что я не зачитал. Я не могу понять, откуда у этого Бузара столько статей, как он их находит, как Башлам тебе надо тоже находить этих книгистов. И у меня нету цели, чтобы находить и
и публиковать про ингушей. Никогда не было. Валлахи, билахи, талахи не было. Нам Бузик не мешает особо. Нет, он в принципе не мешает. Он свое дело делает, пускай. Просто опровергать проще. Ваш сущность меряю историю, пока не начал говорить, я лично знал. Фала, так, не буду читать, Даузар. Ну, Сакуру совет тайпов с советами ездили, чуть ли не пятки вылизывали ему. А этот человек, который против мусульман Кавказа, Цундер, не нужно понты писать. Давно пора рубить этот бесполезный балласт. Даузар, ты писал у себя на канале, что чеченцы произошли от князей Турловых. Ты это подтверждаешь, что это ты писал? Да, он Даузар Башлам, не тебе. А это к тому, что ингуши нашли своего обидчика и заставили ответить. А некоторых из вас, вечно недовольны Бузуртановым, ничего не... вот то, что ничего не предпринимает для того, чтобы спросить с него. Даузар Групп, вот то, что ты занимаешься, это является конкретно статьей. То, что ты призываешь людей фактически расправиться или же нанести, или же остановить каким-либо образом, это призыв, это статья. Поэтому в следующий раз, прежде чем писать такое фуфло, подумай 100 раз. Не пиши такое, сам себе проблему сделаешь. Ассаламу алейкум, Башлам. Кулумбеков, это тема про Аврека Зелимхана, об этом. Не, Амад, это тот, который в Грузии, который... О, рыжик, я другой прошел. Это в Грузии, который Амад Бархо. Дмитрий Кулумбекашвили ведь у нас. Руха инвалид Мау. Как его можно трогать? Мержу, тут с Мержу, они Амина, у них своя тема. А тут еще ингуши жалуются, что Башлам их не любит. Причем тут любить, не любить? Нет, я такого не писал. Я писал, что князья Турловы основали село Чеченаул на поляне Чечена. Это тоже ложь. Доказательства это есть, Даузар Групп. Зайди, почитай. Официальный российский документ. Так что нифига никакой Чечен-Тала никто не обосновал. Башлам, напиши там мои реквизиты, тогда дойдут деньги. Башлам, напиши там мои реквизиты, тогда дойдут деньги. Ингалганов. Куда написать, я не понял. Почему-то Исун Йоячел, Нагажим Йоячел, донат. Чего догаешься? Я походу Бузуртанов отправляет донаты, не получается больше. Не знаю, все могут отправлять. С PayPal были некоторых проблемы, но PayPal это европейские новчи, они очень редко присылают. И когда присылают, всегда доходит. С PayPal были. А на банковскую карту никаких проблем нету. Раньше я MasterCard номер оставлял, а теперь я визовскую свою оставляю. И в принципе никаких проблем с этим нету. Да, он Кулумбеков, Амад Бархо. Он Кулумбеков, переехав в Грузию, он стал Кулумбекашвили. Ты не знал это? Он, да, Дмитрий Кулумбеков, он как переехал в Грузию, стал Дмитрий Кулумбекашвили. Швили добавил, а так он Кулумбеков, конечно. Вам тут так Гвацархабах, Асне. Короче, я это Кавказ, это вы уже на своей. Эта земля принадлежит Арстхоям. Вы не имели права ее присваивать себе, так как Арстхой живут там и здесь. Какое право вы имели присваивать? Мы имеем право ровно такое, как и вы, где справедливость. Отвечаю. Арстхой живут не меньше, чем в Ингушетии, в Чечне. Это раз. Она принадлежит Арстхой, но она всегда в основном была с Нохчичу. Вот такое право мы имеем. А какое вы имели право, пока в Чечне была война или были какие-то проблемы, стихаря в 2009 году ее присобачить? Вопрос. Какое вы имели право в 2005 году границу, которую установили Аушев и Дудаев, временную, создав комиссию, документ в одностороннем порядке уничтожить?
Какое вы имели право и основание строить, межевать земли и строить новое село в 1999 году, когда началась Вторая Чеченская война, вы построили селение Бердюрт на границе с Чечней, хотя было и комиссии было запрещено строить, потому что это спорные территории. Почему вы в 1992 году ушли от братьев в состав, отделившись в состав другой федерации? Ну и так далее. Почему? Я не говорю, хорошо или плохо. Но почему вы, говорить можно очень долго. Возможно, и с нашей стороны тоже. Про то, как кударские боевики бросили ингушских детей свиньям, об этом написал постоянный генеральный Дозер Групп. Я это не отрицаю, это я такого не говорил. Все дружно написали, что их брат покроет. Что он сказал? Так, Башлам, ты как-то объяснял о том, что чеченцы спустились с гор. Долго думал, только без обид, просто интересно. Ну, туда же сначала поднялись изначально народ не может формироваться в горах, или я не так понял? Нет, ты не так понял. Во-первых, горную часть, горы всегда были опорной, защитной частью для любого человека, всегда. С гор обычно спускаются вниз, не на горы лезут, а с гор вниз спускаются. Эти земли, они осели в горы. Пришли, есть разные версии, были ли они там, или же перешли тут в зависимости от ковчега, Ноева ковчега, где он находится. Но по другой версии считается, что они разошлись по Кавказу через Грузию. Часть этого нахчи народа осели именно в Аргунском ущелье и в этой области Галанчож, Аргун, в этой территории, на этой территории осели предки, наши предки. Потом, по мере разрастания, они потихоньку начали спускаться. Само собой, когда они спустились, они начали занимать свои плодотворные земли там, где было. В то время были очень густо заселенные села Баса, земли, леса были, поэтому никого кроме. Даже когда осваивали междуречье Терека и Сулака в этой местности, кроме одного дома или хутора, по-разному говорю, там несколько саклей андийцев, больше ничего в этой стороне вообще не было. Говорю, описывает, это еще в 19 веке описывалось. То есть были очень много животные, были леса, были, но мы знаем, что произошло с лесами, с вырубкой и так далее и тому подобное. Это повторяться не буду. Ассалам алейкум, ларвой хамуду турпалдиах. Ва алейкум салам, держимся. Что он сказал? Так, это я рассказал. Маршал решил здесь писать свои ВХХ-ЦЦЦ. Не знал. Прикольно, однако, да. Позуртанов дана чехайтан хайрвяхкин вайшайкай коряхкан ингуши историю. Он ничего не сказал, ингуши за него писали. Пошлам. Тот блогер, он жил в Осетии, я не понял. Он раньше жил в Осетии, перебрался в Грузию, да. Он иронец, он не скрывает, он иронец. В последнем или предпоследнем видео он сказал, что он иронец, что он Кулумбеков, а потом мать у него грузинка, он теперь, дух у него грузинский, он говорит, и начал называться Кулумбекашвили. Он не говорит, что он Кулумбекашвили стал, он Кулумбеков. Башлам, вообще это было условное соглашение. Условное соглашение было с кем? Это не было условное соглашение. Там, где есть официальные подписи, есть документы, это не условное соглашение. Создана комиссия, просто война сделала свое дело. Документ записанный, подписанный, нету никаких условных соглашений. Джузи, донатим, братва. Джузи Дейресхил за доброе слово. До нашествия, во время нашествия всегда поднимались горы, да, скрывались. Ставрополя, Давюкхо, Ингушетия, Докица, я не понял. Короче, у вас здесь своя тема. Ваша про халх, про ногчи тейпы, инфош, кайсар, ахаз, цархлет, масса, тесвелер.
Ямс, ты это мне говоришь? Нет, про все тейпы я еще не написал. Это, еще раз говорю, это не было условным соглашением. Башлам, отвечая на вопрос, почему ингуши предпочли остаться в составе России в 91-м, тогда был принят закон ОРРН, предусматривающий возвращение пригородного района и отделение от России означал... Окей, Дозер Групп, согласен. Согласен с тобой на все 1000000%. Если это так, я согласен с тобой. Где пригородный район? Ответь мне. Вы отсоединились, где пригородный район? Ответь. Ты говоришь, где пригородный район сейчас находится? Вот и все. Весь ответ. Если обещали, если это так, то это одно дело. Но, честно сказать, я не вижу пригородного района. Если бы это было так, или договорились бы, наверное, кто-нибудь об этом знали. Поэтому вопрос не в этом. Если Юяш Баляха, я считаю, это из Нисхедер. Юлуду Албалихари. Какие доказательства, то, что это земли мы украли у вас, скажи мне, доказательства такие, что до 2009 года эта земля не была вашей и не входила в состав Ингушской республики. Вот такие доказательства. Тебя устраивают? Пускай даже, если бы это было бы в одном государстве, ну, допустим, в советское время оно и было ваше. Нет. Не было оно ваше в советское время. И до советского времени частично только оно было. Поэтому давай оставим эти разговоры. Отделение от России означало полную потерю пригородного района. Но наша ошибка ингушей стояла в том, что мы опять повелись в тогдашнее общение российской власти. Не знаю, Маша, честно сказать, если это так, жалко, что об этом никто не пишет, если это так. Я, честно сказать, вот впервые от тебя слышу. Нет, где-то я еще слышал это, но кроме как гипотезы об этом ничего не слышал. Отвечаю, потому что вы пошли в 94 году по неправильному пути. Чувак, Ламора 06, ты как мне ответишь? Это 92 год. Что вы за 2 года вперед знали, что у нас будет, что мы отделиться собираемся? Так что ли? Если ты умный брат, то бы подсказал, сказал, мы выйдем на митинг, Жохара, Мавал. Не обвиняй, не надо отделяться. Здесь не только чеченцы живут, здесь и ингуши живут. Только очень странно. Ичкерия появилась в 94 году, а вы отъединились еще с 91 года. То есть это вообще-то это все шло с 89 года. Но я не обвиняю в том, что вы отделились. Это ваше желание, это ваше право. Это полное ваше право. Аллаха, я не против этого. Это даже хорошо. Это великолепно. Почему? Потому что мы не знали, что есть такие проблемы между нами. Сегодня из-за этого я не только... А твоя версия это вообще детский сад. Я не защищаю снова же версию там, отсоединения. Нет, это наша внутренняя проблема. Правильно мы поступили, неправильно, обманули нас, не обманули. Это наше дело. Я не про это говорю. Сегодня, вот, допустим, ты сейчас начнешь говорить что-то на статью, я тебе скажу, Соборди, Сум, несмотря на то, что ты гадости пишешь, все остальное, Соборди, Соборди, доса гламру. Ваша хайн статья, юа, надеется что хумею досвы. Все. Это все. Ингушетия имеет полное право иметь свою республику и ни с кем не объединяться. Согласен. Но только вы сегодня объединились же опять. Объединились с Россией. Вошли в состав. Не независимая Ингушетия сегодня. Поэтому не путай Гоголя с Гегелем. Имеет право. Я полностью поддерживаю. Мы же говорим, это правильно.
Это правильно. Башлам, как там по... Что, как там по... Честно скажу, давайте так. Я не хочу сейчас о современной... Не будем об этом. Современную новейшую историю оставим. Об этом рассказал председатель комиссии. Даже если ты проигрываешь диспут, мы признаем тебя победителем. А где чутишь? Это было вынужденное условное соглашение. А Кулумбеков зарабатывает как Артем. За каждого по теме доклада работы. Между так ты отказался, ты захотел в США. Короче, это не меня. Какие доказательства того, что эти земли были присвоены? Амро. Муса Зурабов, Сереждин Султыгов, Муса Албагачиев тоже приехали с какие есть доказательства и получили все доказательства. Мне тебе, в принципе, объяснять незачем. Я уже устал об этом говорить. Я еще раз говорю, чья эта земля была до 2009 года? Чья эта земля была в 99 году? Посмотри. Когда ты где Башлам. Как это они ушли? Вроде Чечня сперва отсоединилась от России, предудаю, ингуши остались какие. Нет, там был другой вопрос. Башлам, а кто присоединил Ингушетию к Чечне? Советский Союз. Ты это хотел услышать от меня? Братья, эфир идет сейчас в Инстаграме, на его странице. Если вы здесь напишите свои вопросы, я перенаправлю ему. И если вы хотите, и сами можете на Инстаграм перейти. Хорошо. Амар Хаджар Монсо. По 1934 году. Объединились, потому что были вместе, считали себя единым целым. Наверное, царская Россия или Советский Союз, ты хотел сказать. Да. Если ты меня чем-то удивить хотел, то ничем не удивишь. Но вы, по сути, отдаете свои земли России, претендуете на чеченские. Так, дальше. Соединенная Ингушетия, он уже говорит, что ошибка. Что насчет отделения? Хорошо. Башлам. А зато они с помощью России украли у нас 2 района. Ну, украли, их что не украли, а сейчас оставим. То есть доказательства на твоих словах? Нет, не доказательства на моих словах. Луамару 0010. Доказательства я зачитывал. При чем тут мои слова? Я уже устал тебя зачитывать. Зайди, почитай и найдешь. Если соглашение между Дудаевым и Аушевым было условным, почему не вернули наши 2 района? Башлам, вам всю жизнь было наплевать на пригородный район. Вот почему Лала ушли. Аллилуйя. Вот, ну зачем ты врешь, скажи мне? Зачем ты врешь? Давай так скажем, Ламро. Я с тобой спорить не буду. Ты у Ахмада Бархова спроси, он тебе расскажет. Сперва с ним хотя бы поговори на эту тему, он тебе твои глазки-то раскроет. А потом, когда с ним поговоришь, уже зайдешь ко мне. Уровень у тебя будет нормальным, понимаешь, там более или менее. Ахмад знает по этой теме много чего. Вот Ингалга 0606. Какое право? Сталин с большой буквы ты написал. Присоединять нас к Чечне. Крутой ты перец. Спроси у Сталина. Башлам, этот каменный памятник Бузуртановский был по-настоящему или ложь? Был по-настоящему. В 89-м на съезде Богатырева и другие сказали, что каждый должен жить в своем доме и начали создавать автономию.
Так, так. Как это Ичкерия 94? Тоже вроде было отдельно. Она, Ичкерия, не была всегда. Ичкерия это уже чуть позже. Амад, не дошло до меня. Если Хаян Махальна, я бы, конечно, принял. Сварщик на связи. Кто-нибудь знает хоть что-нибудь о Тэпе Нохшкелой? В Википедии мало информации. Нохшкелой вроде бы я написал. Из состава РСФСР мы вышли вместе при Завгаеве. Была республика Чир. Потом ингуши защищали и спасли. Я не понял вопроса. Ну все, пошло. Не понял я вопроса. Вы как-то обрезанно говорите. Когда ко мне доходит эфир, у меня сразу загорается вот на камере это... Сталин не имел права присоединять нас к Чечне. Ой, Господи. Ты это спроси со Сталина. Сталин много чего не имел. Сталин не имел права нас депортировать. Но он спрашивал у тебя. За этого Сталина мы потеряли более 40% исконно ингушских территорий. Инг Галга, вы можете подать на него сегодня. Вы такой же субъект федерации. Напишите в Москве, нам, историкам, докажите ему, не нам. Это не надо чеченцам писать. Сталин ничего не забрал у вас и не отдал нам. Поэтому мы не должны поддерживать решения Сталина и тому подобных. Еще раз говорю, эти вопросы нужно обсуждать не со мной. Вы, алейкум салам, аухмах. Не был Башлам, не был, и тому есть факты. Не был Башлам, не был, тому есть факты. Не понял я вопрос, не был, что не был. Дозор мы... Так, вот. Камня не было. Какого камня, Башлам, слишком много внимания. Давайте следующие вопросы. Бедная Чечня с походу катастрофической нехватки земли. Что вы хотите? 2 района в Ингушетии. Нет, мы никого ничего не забираем, оставим. Из Уайдаца. Это идет вопросы какие такие. Ва алейкум салам, Арзамас 2009. Все нормально. Сегодня вы в России, мы в России. Нормально все. Камня не было, ба. Было. Фотография есть. Ладно. Асламбек, брат Асламбек задонатил. Асламбек дал Сааду, Будисник дал, Берг дал. Все, я понял, вот про что ты говоришь. Было, я же тебе говорю, было. И заставила вы... Почему ингуши пытаются постоянно что-то доказать нам? Идите в мир. Не надо, давайте оставим ингушей, давайте про историю вернемся. Есть ли вопросы с Ютуба? Зато мы заберем. Что вы заберете? У кого вы заберете? Хал. Я не понял, что вы заберете, расскажи мне. Инг, я жду твоего. Что вы заберете, расскажи мне. Ну, задавайте свои вопросы. Вот такие... Антон Полов, ты тоже можешь задавать свои вопросы. Провокации. Я подписчик. Вы мне задавайте вопросы, не им. Со мной разговаривайте. Тогда будет проще вам.
Ингуши получили пригородный район из-за Сталина. Большего бреда я в жизни не слышал. Я такого никогда не говорил. Я заберу твой кафель. Говорю, что же не было в ролике, что так совет тайпов в ютубе я разбирал. Это по теме выступления там Бузуртанов с темой этого камня. Не знаю, но исторически он был, музей был, фотографии есть, документально это подтверждено. Башлам, но в средние века тахан был бумаг бюйчхали, да. Но хейсам белла, но к чему? Ну, разговор, конечно, то же самое. 7 тысяч, 45 тысяч Ахмед Барху, Хамалов вообще. Ахмед Барху вышел, башлам тергал, асамцы больше тергал. Давайте дальше. Тахансан бюч хил тан такелдо дешниш до цега. Арзамас, это обломщик, подключи. Что за обломщик? Кого подключить? Антон Пол Эшпа от Луса, расскажи мне про это. Про тейпы я напишу. Я не рассказываю в основном. Башлам, это дозер групп, видимо, Бузуртанов. Башлам, известно ли тебе что-нибудь о тейпе Нохшкилы? В интернете мало информации. Нохшкилы шкляться с язен юшун суает рявой страниц тяхли юшун. Нохшкилы ших. Башлам, это, видимо, Бузуртанов иначе принял в эфир. Бархо нашелся тут эксперт. Бархо, поверьте мне, Бархо очень хороший эксперт. Очень молодец у Бархо. Элау, щеку я отсюда. Он реально болеет, переживает и любит свою Ингушетию. Сюда щеку я. Я амана патриоту. Мы с ним давно спорим, не во всем согласны, но он, места у него есть, конечно же, свои. Коротко, недолго. Ладно, что, ладно, что, Алло. Конечно, усо. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Хамди башла. Сам да, сам. Сам он не идет дес. Кто ездит? Малого я шкач. Номер есть, адрес. Тоже мне эксперт тут дошелся, Алязин, да? За Зинцер как раз загрузки едешь. Адрес есть. В смысле, Азамат? Арзамаса, а само я на запрос, что ще принять Венерасы. Помогаться у нас. Ладно, короче, я принял, не говорите. Сайхама кашня, принять его, а так. Вот, не может присоединиться. Арзамас 2009, Алзалас. Насчет вот это разделения Чечен-Ингушетии, что дальше Алваларса пошло. Ну, во-первых, там после тезис Сертик озвучить, то есть вы в 94-м совершили ошибку, я тут важно... По факту, мы отсоединились из-за того, что в 94-м совершили ошибку. Вопрос. Да, тут по факту надо признать, что Дудаев в 91 году он из СССР не выходил. То есть он союзный договор подписать для просто выход из Российской Федерации, но оставался в составе СССР. СССР, да, правильно. Да. Но в 91 декабре Ельцин подписал вот это уже после развала СССР. Да, не развалом Ханерцуган уже, но Горбачев как бы формально еще был президентом. Да. Горбачева свергнут в декабре 91 года.
То, что ингуши отсоединились, ахары, там есть тоже один интересный момент. В своей статье мы его как бы обозначили. 15 сентября, Ташикердялш, число. Это день распуска Верховного Совета Завгаева, отстав принятия ДДС, 15 сентября. И в этот же день, когда Хасбулатов прилетел, в Назране был проведен съезд депутатов всех уровней. НИСХО его организовала и провели этот я помню, читал, съезд. Да. На этом съезде была принята декларация об образовании Ингушской республики, но в составе РСФСР. Так, что я хочу сказать? В этот момент Хасбулатов просил не принимать их декларацию, то есть она шла вразрез планами Кремля, получается. Им невыгодно декларацию было... конкретно, уточнить дела, чтобы не было. Декларацию об образовании Ингушской республики. Это шло вразрез Кремля. Они не хотели разделения Чечен и Ингушетии, это факт. Хасбулатов прилетел, он сверг этого Завгаева, образовал как бы временно высший совет. Чернов, кажется, был его председателем. Я одного не могу понять, еще дала сразу, чтобы уточнить. А чьи интересы оставил Хасбулатов? То есть он это делал не на зло ингушам, или же для того, чтобы не развалить союзную республику? Или чтобы не развалить союзно, он понимал, что если сейчас Чечен и Ингушетия развалится, образуется Чечня. Образовавшаяся Чечня, Масала, она может как бы требовать союзный договор. Это планы РСФСР не входило. По факту это было... ты в этом плане имеешь в виду? Ага, все, да, да. То есть Горбачеву как-то это было, может и на руку это даже было. То есть это ослабило бы власть Ельцина, можно так сказать. Там шла борьба Ельцина и этого Горбачева. Ну да. Ну да. И еще один вопрос. Я задам тебе по этому вопросу. Вот он задал вопрос, скажи мне честно. Вот он написал, что никогда чеченцев не интересовал вопрос пригородного района и не затрагивался. Как ты считаешь, это правда? Я считаю, нет. Отчасти... Я почему говорю? Это не... Поскольку... я объясню тебе. Давай по-другому я тебя переформулирую. Говорили ли в 90 после или до осетино-ингушского или ингушско-осетинского конфликта вообще руководство или представители Чечни о возвращении пригородного района с руководством Северной Осетии? Говорили. Завгаев был заинтересован, мне кажется, в возвращении пригородного района, потому что он понимал, что, вернув пригородный район, Чечена и Ингушетия только прибавить силе, так сказать, в экономическом, во всех планах. И самое главное, что решив этот вопрос, как-то можно какой-то диалог с ингушами, то есть не будет, там, должны отсоединиться, а вот эти моменты. То есть повод как бы договориться. Это вопрос, он понимал, что ему надо решить. Это прослеживается в 90-м году, когда вот это в Верховном Совете, что ли, союзный договор, вот это постановление принимают в ноябре, что ли, это. Ну, я понял, о чем ты говоришь. О независимости, суверенитет, декларации РСФСР принимают в Верховном Совете. И там были сторонники, которые противились этому ингушскому вопросу, но это было обусловлено тем, что там был пункт, который гласил, что союзный договор будет подписан лишь после того, как вернем пригородный район и город Владикавказ. То есть ситуация как становится? Со стороны чеченцев, которые хотели отделиться от Российской Федерации, то есть Чечен и Ингушетия по факту хотела союзный договор. То есть Завгаев, он хотел изначально, поэтому он и как бы был сторонником, когда не сторонником, но
организовывал даже вот этот конгресс чеченского народа, который был тоже в 90-м году. Они подписали этот союзный договор, то есть становились равноправным субъектом, как и Казахстан, и Украина. Да, да. СНГ, ты имеешь в виду, СНГ. Да, и вот этот пункт, который туда вписали, он, по сути, тормозил это действие, то есть вернув пригородный район, подписать, дать АЛЧ, если Кремль не возвращает пригородный район, значит, оттягивается подписание этого договора. И этим было обусловлено, мне кажется, то, как бы... то, что он говорил, версию Ахмад, о том, что ингуши отсоединились от чеченцев, чтобы вернуть пригородный район. Было такое обещание Москвы, если вы отсоединитесь от Чечни? Нет, не если вы отсоединитесь, а выйдя из состава РСФСР, вернуть пригородный район было нереально. Этот момент есть. У тебя, кажется, нет, это Азаматом в эфире, я это обозначал, что в газете «Даймох», это, кажется, на этом же съезде, который, я говорю, 15 сентября, ну, короче, там это обсуждается эта тема, вот сейчас выборы Дудаева, нам нельзя в них участвовать, так как, выйдя из состава РСФСР, мы не сможем вернуть пригородный район. Если выйдут из РСФСР, не вернут пригородный район. Да. А тогда, вот, когда Ельцин приезжал в Назрань, он зачем туда приезжал? В смысле зачем? Это его была предвыборная повестка, чтобы... Он в то время обещал, что вернет пригородный район? Конечно. Пригородный район он обещал, когда он стал председателем Верховного Совета. А поездка его была до референдума, когда он ввели референдум пост президента, и он избрался, как бы президентом стал, первый президент. В 91 году уже. После чем он мотивировал это то, что не вернул и вообще? Лобби сильно, осетинское лобби было сильнее? Или все-таки, или это было какое-то, условно говоря, устное заявление, что он вернет пригородный район? Ну, как тебе сказать, стечение обстоятельств отдуется. Для этого нужно понимать, что Кремль в этом видел. Я к чему хочу прийти? Вот этот конфликт, который был, он усугубил ситуацию, из-за этого не вернули этот район или что-либо связано? Смотри, до ГКЧП, даже Горбачев, есть такая информация, что даже Горбачев хотел вернуть пригородный район. Но для этого нужно было, опять-таки, сохранять вот эту Чечено-Ингушетию. Но случился ГКЧП, то есть Завгаев, поэтому говорят там этого Горбачева, не Горбачева, а как бы не воспротивился этому ГКЧП. ГКЧП это практически, ну, против Горбачева он тоже был, но в первую очередь это был удар по Ельцину, то есть Ельцин там выступал как уже революционер на танке, как Ленин стоял. Да. Вот этот момент. И вот эта позиция Завгаева, она послужила вот ОКЧН и вот неисходицам и ингушам, чеченцам, которые их поддерживали, послужила тем поводом, чтобы выступить против Завгаева. И также Кремль тоже, увидев, что Завгаев принял сторону ГКЧП и как бы с Горбачевым более, да, нелояльного себе надо устранить, как бы совпали интересы, можно сказать, вот двух сторон. И поэтому прилетает Хасбулатов, мы сейчас возвращаемся опять 15 сентября, прилетает Хасбулатов, он свергает этого под его давлением, даже кворум, Ханюацежа, там пишут историки, Джабраил Гакаев пишет это, что даже кворума не было, но все равно они приняли решение, приняли отставку Завгаева, распустили Верховный Совет. После этого они принимают Временный Высший Совет, в который входят там, я не помню точно, 17 человек, что ли, туда входит, и 3 ингуша там должны были быть. То есть Чечена, Ингушетия есть, и от Ингушетии там 3 депутата, как бы. Исаак Адзоев в том числе. Но Исаак Адзоев, как Нисхо и... Богатырев Ватса, Богатырев был депутатом Верховного Совета РСФСР. Да. И вот проводят съезд депутатов всех уровней в Назрани, тоже 15 сентября. Этот Хасбулатов
посылает телеграмму, чтобы они не принимали декларацию. То есть он знал, чего хотят ингуши, то есть отделиться от Чечни как бы. И он посылает эту телеграмму, и те в ответ ему пишут, как бы, довести до сведений Верховный Совет и президента Российской Федерации, РСФСР, точнее тогда не Российская Федерация была, что до тех пор, пока не вернут пригородный район, вся полнота власти, короче, у исполкома народных депутатов на территории Ингушетии. 2 сентября есть соглашение, подписанное Дудаевым и Кадзоевым. Год назови, год называй обязательно, а то 91, это все 91, это все 91 год. чтобы люди не путали. Не 2 сентября, это 20-х числах августа, вот после ГКЧП. А 2 сентября резолюция ОКЧН, которая гласит о независимости Чеченской Республики, как бы, которая считается, как бы, если почитать историков, это, 2-6 сентября, это как бы начало революции в Чечне считается. И вот там есть такой... Там по-другому, но 2 может быть. 6 из-за другого. Да, 2 сентября. Да. И там есть 14 пункт, в котором гласит, что вся полнота власти переходит на территории Чечено-Ингушетии, переходит к ОКЧН и исполкому народных депутатов Ингушетии всех уровней. То есть, понимаешь? Когда говорят, что Дудаев противился созданию Республики Ингушетия, это не вкладывается ни в какие, потому что там уже конкретно говорится, что разделены. И это доказывается тем, что вот этот временный высший совет, который я говорил сейчас, там под давлением, под разными причинами, в итоге там осталось 11 человек. 5 из них были сторонники Дудаева, ОКЧН, и 6 были сторонники, можно сказать, Хасбулатова. И председателем был этот Чернов. И Ахмадов, впоследствии председатель парламента Чеченской Республики, да, он, когда они объявили выборы на 28 октября, выборы президента, Чернов выступил по телевидению и сказал, что вы не имеете в обход большинства Временного Высшего Совета принимать такие постановления. И он, этот Ахмадов, аргументировал ему, сказав, что Временного Высшего Совета Чечено-Ингушетии не существует, так как Ингушетия уже отделилась и образовала свою республику. Это в 92 году? 91-й. Это 91-й, октябрь месяц. Вот такая тема вот связана с этими датами. Просто мы упускаем этот момент. Обязательно им момент ГКЧП, ОКЧН, вот эти аббревиатуры, которые мы используем, года, дни, это обязательно нужно знать людям, потому что многие люди вводят в заблуждение. И плюс... Теперь, Башлам, можно я продолжу просто тему? Вот смотри, 28 октября проходят вот это президентские выборы, да, вот я сказал, 15 сентября принимается вот такая декларация. А вот ты спросил, Богатырев, был ли там, 6-7 октября, это, ты же видел, да, ролики, переговоры там Дудаева с Рудским? Да, за столом, видел, конечно. За столом они сидят, там Рудской и Дудаев. То есть это именно 6 октября, это день прилета этого Рудского. То есть уже 3-й человек Российской Федерации прилетает в Грозный, так сказать. Лицо, то есть 3-е лицо по важности. Да. Он, кажется, уже Рудской был начальником Хасбулатова. Он был тогда вице-президентом. Да, он возглавлял. Нет, он не был начальником. Нет, начальником он не был. Он был вице-президентом. Да. ГКЧП кто возглавлял? Это были комитет госбезопасности. Как КГБисты. По официальным российским данным полностью возглавлял его Рудской Бахца. Не. Рудской Бахца. Короче, он прилетает, и этому как бы совпадает с проведением 3-го съезда, так называемого 3-й съезд ингушского народа, который проводит оргкомитет, вот смотри, оргкомитет по восстановлению ингушского народа, который образован в 89-м, да, на 2-м съезде ингушского народа. Дословно его название – это оргкомитет по восстановлению ингушского народа. Этот оргкомитет 6-7 октября, после провозглашения декларации об образовании Ингушской республики, образовывает
третий съезд ингушского народа, на котором они распускают оргкомитет, отчитав о его работе, да, они распускают оргкомитет, образовывают Народный совет Ингушетии, НСИ, и этот НСИ выносит резолюцию, что ли, в котором одним из пунктов он гласит: признать декларацию, принятую 15 сентября, декларацией намерения. И отделиться от Чечено-Ингушетии лишь после возвращения пригородного района. То есть отделиться только при случае, если вернут пригородный район? Да, да. А не за то, чтобы отсоединились, за то, чтобы вернули пригородный район? Как объяснить? Да, это и было обусловлено вот тем, что я тебе говорил, что вот этот Ахмадов, примерно как он саргументировал, чтобы не могли сказать, что Чечено-Ингушетия развалилась, что она обоюдно развалилась. 28 октября Дудаев проводит свои выборы. 1 или 2 ноября, 7 ноября Ельцин вводит чрезвычайное положение. И вот до тех пор Народный совет, он поддерживает Арсанова, который был как представитель Ельцина. Арсанов прилетел в Грозный, и на площади Шейх Мансура, кажется, митинг был сторонников единой Чечено-Ингушетии, так сказать, противников ОКЧН. И 7 ноября этот Ельцин вводит чрезвычайное положение. 11 ноября он отменяет свое вот это чрезвычайное положение. И вот в этот момент Богатырев Богатырев и Дарсигов, они встречаются с Ельцином. Ельцин как бы им говорит, надо провести референдум, они прилетают в Ингушетию, и лишь тогда они делают вот этот референдум. И вот этот референдум, он не был обусловлен тем, чтобы не дать ингушам создать свою республику, или хотя бы не дать им создать так, как они ее хотят. То есть 2 ноября, вот заметь, да, вот прошли выборы Дудаева, вот намечается введение чрезвычайного положения, и 2 ноября на митинге в Ингушетии принимают послание к Ельцину, в котором они говорят, будет ли пригородный район в составе Ингушетии или не будет, зависит от того, будет ли Ингушетия в составе России. То есть они ставят ультиматум, если не вернут пригородный район, то они вне России, если вернут, то они в России. Да, то есть это говорит о том, что если, смотри, ситуация какая. Какой-то нонсенс получается. Несмотря на это, Ингушетия вошла в состав России и не получила пригородный. Нет, она не вошла. То есть, по сути, она и не выходила, получается. Она не вошла. Тут надо вот эти детали, они очень важны. То есть, понимаешь? Она не вошла. Вышла из нее фактически, получается, де юре, де факто Чечня. А Ингушетия осталась, как была. Да. Но образовывался новый субъект. Этот субъект подразумевает, что у него будет конституция. Конституция принимается на основе декларации. И вот эта декларация, она гласила, что пригородный район неотъемлемая часть уже как бы Ингушетии. На основе закона реабилитации, на основе там декларации 89 года, там, 3-4 пунктов. То есть Ельцину, да, вот Ельцин как лидеру Кремля, там, ему пришлось бы в этот момент четко дать понять, что пригородный район вам не вернут или же вернут. То есть вот этих сейчас, то, что сейчас вот эти все идет, там бы открыто пришлось бы дать. И вот эта позиция ингушей, она играла на руку не только, то есть она была правильна не только со стороны ингушей, но даже если судить вот с позиции чеченцев, потому что для чеченцев это был бы момент вот сказать, вот смотрите, вот ингуши добровольно остаются в составе России, но вы даже не выполняете с ними свои условия и не принимаете их в состав России. То есть это был такой хороший. И Кремль это понимал, и им нужно было это переиграть. И поэтому вот этот референдум, да, там Богатыреву им пообещали, но люди не понимают, зачем, как, что и референдум. То есть
люди думали вот по своей наивности, что вот просто проведя референдум, а вопрос референдума звучал как: хотите ли вы создания Ингушской республики в составе Российской Федерации с возвращением пригородного района и города Владикавказа? То есть, по сути, в одном вопросе 4 вопроса. Документально это есть? Есть. Есть. И то я не это имею в виду. Документально вот то, что если останутся в составе, то вернут я имею в виду с федерального центра. В смысле? Ну, в смысле того, что вот вы предоставили ультиматум Бахта, фактически, да? Да. Они приняли это решение, согласились с этим? Не приняли, чтобы обыграть это, они это делают. То есть они до последнего, даже по сегодняшний день, никто не говорит, что пригородный район вам не вернут, что все, можно забыть про закон реабилитации. Даже само вот это 4 июня, который сейчас мы забегаем вперед, закон об образовании Ингушской республики, он начинается в целях реализации закона реабилитации. В целях реализации, заметьте. Но реализацию можно по-разному трактовать, Балар Ялович. Амон, ты не обижайся, мы все помним, что было в 89-91 году, Баю. Ингуши все понимали, что они делают и на что идут, голосуя на референдуме. Вот такой шеф 36. Еще один вопрос к тебе. Вот, выслушай. Можно я ему отвечу? Можно по референдуму? Сейчас это тоже такой же вопрос к нему же. Богатырев в конце 91 года по указке Кремля начал агитировать о том, чтобы чеченцы не вышли из состава России до того, как ингуши получат пригороды. А ведь этот Богатырев ингушский и был первым. И потом еще здесь про СССР и Дудаева. Мы вроде бы не СССР, РСФСР вроде бы сказали. Вопрос, какой договор с СССР при Дудаеве? Але вы о чем? Дудаева избрали президентом после развала СССР. Вот что, вот эти 3 вопроса. Но мы не говорили, что... Ну СССР как? Не, мы говорили СССР. Ну вот человек пишет, тут мы несколько раз с тобой озвучили. Как мог СССР развалиться, если президент СССР еще существует? Президент СССР ушел в отставку, Горбачев, в 91 году в декабре. А Дудаева избрали президентом 28 октября, то есть за месяц с лишним, 1,5 месяца до этого. То есть СССР еще существовал. Дальше, какой там вопрос был? Вопрос, так, мы все помним, было, что было в 89 и 91 году. Ингуши все понимали, что они делают и на что идут, голосуя на референдуме. Нет, на референдуме практически не голосовали, так как он говорит, потому что это можно посмотреть даже в газете «Известия», об этом пишется, что в Назране были перестрелки, есть постановление председателя администрации всяких, уйма документов, где против референдума выступили совет старейшин, это всех мечетей, имамы, там в своей непризнанной элите мы приводим эти имена и названия этих сел. 24 ноября образовался совет старейшин, который выступил против этого референдума. На этом заседании, чтобы людям было понятно, что в этом референдуме выносилось сразу, чтобы не профессионал. Суть не в том, что в референдуме выносилось, что вернут пригородный район или не вернут. Суть в том, что это давало бумажку. В референдуме нет, смотри, вот, ты не понимаешь. Я понимаю. Чтобы образовать субъект, нужно какое-то волеизъявление народа. Волеизъявление, да, волеизъявление, оно может быть вот как декларация образования Республики Ингушетия. Они создают свою конституцию, это можно как волеизъявление. Но также волеизъявление может быть, да, мы хотим создать республику, это отдается президенту Российской Федерации. Этот президент Российской Федерации вносит на постановление Верховный Совет. Верховный Совет 4 июня образовывает республику без границ. Даже сам Сайнароев пишет, нонсенс. Республика образована без границ. То есть, но это очень удобно. Почему? Да. Это, в принципе, очень удобно. С какой хочешь стороны потом можно чертить ее и все. Очень удобно это. Пошла. Дело не в том, что ты можешь чертить. Это было дальше запланировано. По сути, Кремль до последнего... Ты не думаешь, что это было запланировано
я не буду называть кем, но запланировано для того, чтобы просто-напросто перессорить. Нет, Так, не чтобы... то, что перессорить, не упустить Чечню. Смотри, не упустить. Но Чечня до юра не могла входить в состав Ингушетии, правильно? Или ты Не имеешь дело в не в виду Ингушетии. шанс объединения их обратно, ты имеешь в виду? Да, да. А, вот, и что уточнять, отсюда люди не поймут. Но я же тебе говорю, 2 ноября 92 года, когда был конфликт в Пригородном районе, введение чрезвычайного положения, ты знаешь, как формулировали? Вот президент выносит введение чрезвычайного положения из-за ситуации в Пригородном районе. Вот для тебя как? В связи с там обострением ситуации в Пригородном районе ввести чрезвычайное положение. Да, вот логически это вот так должно было быть. Но там говорится, в связи с угрозой целостности и безопасности Российской Федерации. О какой целостности речь шла в Пригородном районе? Ни о какой. Будь он Ингушетия или Осетин, или же вообще вести туда центральное управление, он остается в составе Российской Федерации. Тут речь шла, если введут войска в Чечню, если что-то получится в Чечне, чтобы сказать, вот у нас было постановление, мы вводили чрезвычайное положение. Более того, я тебе скажу, в документе образования Ингушской республики 4 июня в этом же первом же пункте говорится образовать Ингушскую республику, а вопрос Чеченской республикой решить после урегулирования конфликта. О чем это говорит? Еще тебе один факт. 10 декабря 92 года, это после всех событий уже, Шахрай, выступая в Верховном Совете, там говорит, что давайте уже образовывайте республику. То есть 4 июня это еще не означало... Когда он с Костоевым вместе шел? В смысле с Костоевым вместе шел? Костоев, Ибраим, и заявление Шахраева. Я не знаю. Там есть видео, да, я помню прекрасно. Он вместе, после этого заявления, кажется, это было, вроде бы с Костоевым, они вместе выходят из... Об этом, кажется, даже... Ну ладно, это потом мы с тобой, я тебе скину в этом, в Фейсбуке скину. Хорошо. Короче, он там говорит, если нет субъекта, с кем вести переговоры, давайте уже образовывать и Ингушскую, и Чеченскую республику. И вот после того, как они образовали Чеченскую республику, вот именно в этом 92-м декабре месяце, в 93-м уже Дудаев вводит слово Ичкерия, чтобы отделиться от этого, понимаешь? Тема. То есть они признают уже по факту, что да, Чечня будет отдельно, Ингушетия будет отдельно, и вот теперь с Чечней начинаем эти договоры. Этим было обусловлено, что Сасламбеков, он пошел в оппозицию уже Дудаеву. То есть Мамадаев, Сасламбеков, вот этот Верховный Совет, распуск Верховного Совета, это дальше это уже события. Помню. Это понятно уже как бы. Спроси, знает ли он, что Дудаев предлагал ингушам вместе сделать республику и назовем Войнавская республика. Что ты знаешь об этом? Знаешь ли ты об этом, Бахар? Эту республику предлагали не только Дудаев, а вот этот совет старейшин, который я говорю. У меня опять-таки на моем канале есть видео, где мой нян Дявичева, родной нян Дявичева, то есть двоюродный брат моей матери, как он рассказывает, как с моим дедушкой, то есть его дядюш, они вместе, вот эти старейшины там были, именно вот этот 28 октября, период, когда избрание Дудаева. Что помешало тогда, кто, если предлагал и Дудаев, и старейшины? Россия не захотела этого? Нет, не то, что Россия. Во-первых, в этот момент это разделение, оно было вот. Опять-таки я ссылаюсь на свой канал вам и говорю, что там есть видео, где Дудаев говорит в день избрания своего, выступая по телевидению, он говорит, что разделение Чечни и Ингушетии это был вынужденный стратегический ход. Дальнейшие события об этом просто... Аушев говорил. Аушев открыто говорил, что он не хотел разделения, он был противником разделения, он был как бы сторонником соратником вот этого совета старейшин. Он присутствовал на этом съезде, где образовался вот этот совет старейшин. Но не урегулировал вопрос пригородного района с Азаматом, который эфир я говорю тебе, там я
озвучивают такой вопрос. Вот представь себе картину, что ингуши остаются с Чечней, и вот эта Чечено-Ингушетия, Вайнарская республика, неважно, как она будет называться, вот этот субъект будет идти на независимость. То есть Дудаев-то остается президентом, и вот этот сценарий нас привел бы уже в 92 году в той войне, которая была в 94-м. Потому что Пригин район его точно так же использовали бы. И Дудаев не смог бы сказать, что это внутреннее дело... Ингушетии. Нет, России. Это внутреннее дело России. Да. Он, Когда по конфликту Северной Осетии. да, он уже не смог бы сказать. Если он это сказал бы, ингуши бы на него обозрились бы, и он уже к оппозиции, которые у него были Теркхой, получил бы вот здесь и ингушскую оппозицию. И это уже его свергло бы тоже однозначно. То есть это была бы даже гражданская война уже по силе превосходя, что русским и вступать не пришлось бы. Границы с Чеченской Республики, вопрос, границы с Чеченской Республики решить после того, как решат проблему в Чечне. Вот так было сказано, и ни слова про границы с Осетией, Ахмад Алиазинов. Это где он? Говорит, вот это образование Ингушской Республики? Походу, да, Башлам. Нету там границы Чеченской Республики, там слово не упоминается. Сасламбеков тоже предлагал ингушам не уходить и создать Вайнарскую республику. Сасламбеков много чего предлагал и многим что предлагал. Ингушские лидеры в 89-м, вообще все вопросы, которые тебе я сразу даю, мы как бы мы завершаем, чтобы это все на это не зациклилось. Ингушские лидеры еще в 89-м году организовали второй съезд ингушей. Потом через год, в 91 году, организовали митинг. Ассаламу алейкум, Борис Николаевич Ельцин. Требовали восстановления ингушской автономии. Бах. Охо. И последний... В 91-м, вот еще раз я говорю, в 91-м Ельцин приехал, он встречался с Эйнароевым, как бы пообещал, и все спокойно как бы. Но Нисхо, они были как ком в горле у Кремля, у этого же Ельцина. Уже в апреле месяце они проводят митинг, принимают там резолюцию. 20 июня они также проводили вот этот съезд народных депутатов и принимали декларацию. То есть вот эта декларация о провозглашении Ингушетии, она была принята и 20 июня, и 15 сентября 91 Нет, сразу исправлять твое слово. В 90-м году приехал Ельцин, бах. В 90-м году приезжал Ельцин. В 91-м. Он 2 раза приезжал или 1 раз? 1 раз. В 90-м году, 91 марта. На митинге, ну? 91 марта. И Завгаю, Аму, ну зачем ты говоришь про пригородный район? При Завгаеве договорились с Осетией о возврате, но ингушские лидеры не согласились. Как раз не согласились с чеченскими лидерами и требовали Владикавказ. Когда осетинские лидеры, вот пускай приведет документ, что осетинские лидеры согласились, это пишет Умхаев в своей книге, но смотри, он пишет о поездке в 90-м году в сентябре. После этого, как это называется, о суверенитете, декларация о суверенитете Чечено-Ингушской республики принимается в ноябре месяце или в ноябре месяце 90-го года. Но за пару месяцев до этого Северная Осетия приняла свой о суверенитете, в котором четко прописалось, что Пригин район это неотъемлемая часть Северной Осетии. Так где они договорились? Говорит Умхаев, это все недостоверно, неправда? Он сам был в делегации той, которой поехали, ты не забывай об этом. Он сам участвовал. Нет, я-то не забываю, но документы противоречат. Масала, если все, что написано в книге Богатырева, ты же не примешь на... Нет, ну я честно тебе скажу насчет Богатырева. Нет, в любой книге ты потребуешь документы, факты. И если факты говорят об обратном, то чьи слова ты возьмешь? Нет, определенно. Там есть небольшой нюанс. При договоре, когда договаривались
до заключения или каких-либо документов нужно было договориться преждевременно. Когда поехали они туда, договорились первоначально, устно договорились. С этим выступлением они выступили, кажется, даже в Назране это было выступление. Представители сказали, что вот есть условия, они готовы вернуть пригородный район, но без Владикавказа или правого берега или Владикавказа, сейчас, чтобы не ошибаться, то в этом случае вот если и старейшины, я не знаю, то ли НИСУ это сказали, то ли кто из них это сказал, отказались, сказали, вы не имели права договариваться таким образом без Владикавказа, мы не согласны. После чего они же утверждают, говорят, раз это дело набирает такой оборот, тогда мы не вмешиваемся в данный вопрос, потому что мы хотели сделать, как говорится, как лучше, а получилось так, как всегда, и мы отстранились. Если это же интервью есть, и ни от кого не скрывается это. Но я тебе поэтому говорю. После того, как не подтвердилось добро от чеченцев, той делегации, которые приехали в Осетию, эти делегации обменивались. После этого они уже приняли по факту этот документ, потому что договоренность не подтвердилась на бумаге. Нет, они до этого был принят этот документ, Башлам. Теперь послушаем, что я... Уже создатель. Башлам, зачитай мой вопрос, Бахрик. Амад, хай Аллах, когда ты узнал, что те земли к ингушам и Ингушетии не имеют никакого отношения, после того, как ты узнал правду, скольких людей ты вразумил? Я, правда, про какие земли имеется в виду? По соглашению 18-го года, что ли? Или какие, я не понял. Вот такой вопрос тебе был задан. Скажи ему, что он на слово мне не поверит, пускай он приедет, и здесь можем поговорить об этом. Сейчас здесь говорить это как-то... Подожди. Фактов. Смотри. Ответит, потому что закончим, потому что сейчас уже, во-первых, мне 2 запроса пришло, я просто жду, пока Амад и Цанил, и чтобы мы не зациклились именно на этом моменте, чтобы не было сейчас высказать цели, и мы закончим быстро на этой теме. Тот, кто хочет, у Амада есть в Фейсбуке канал, в Ютубе я. Где? В Ютубе и Фейсбуке. Вы можете зайти, там нарезки, документы, видео, зайдите, прочтите, с чем-то, если я молчу или я выслушиваю, я всегда говорил вам, выслушаем оппонента, я выслушал и в основе своей все, что я хотел услышать, мне нужно было услышать. Переживали, было ли такое, что за пригородный район вообще не говорили слова. И по факту, то, что хотел узнать по 94-му году, Амад уже ответил. А сейчас дальше просто на ваши вопросы он отвечает и как бы завершает. Но для меня, честно сказать, Амад, ЛГ, это для меня, вот сейчас даже для меня, оно новое. Почему? Потому что если, как ты говоришь, вышел документ раньше этого устного соглашения, ты говоришь раньше, ЛГ что? Если он вышел раньше это, то какой смысл был осетинам говорить или отказываться от своего же документа и обманывать чеченскую делегацию, с учетом того, что знали они, будет в Чечне война или не будет война, что бы там ни происходило, смысл договариваться о том, что на бумаге противоречит. Да, я тебе поэтому скажу. Там, во-первых, говорится о каких-то депутатах. Там даже не имена назвать, но не называть, я точно не помню. Но говорится, приехали какие-то депутаты и говорят, нас в Осетины вообще ни в какое в это не ставят. То есть, смотри, это еще до того момента, как был принят закон о реабилитации. Это 90-й год. В 91-м принимается закон о реабилитации. Осетины вообще вольготно себя чувствовали на тот момент. Они вообще не хотели, вот это правда, с этими разговаривать. Поэтому Кадзоев, вот разногласия, это непонимание, просто не изучение истории. Вот понимаешь, чтобы понять, говорили ли чеченцы или не говорили, мне пришлось чуть-чуть изучить историю Чечни, элит, противоборства, какие там, ОКЧН, в Верховном Совете, кто за что был, почему. Да.
почему вначале ОКЧН Завгаев поддерживал, а потом его не поддерживал. Это именно с приездом вот этого Ельцина, вот это ОКЧН с этим Завгаевым пошел первый раскол, потому что когда Ельцин задал, говорят, вопрос этому Завгаеву, сказал, ты подпишешь федеративный договор? Он как бы промолчал, как бы согласительно промолчал. То есть он должен был сказать, нет, мы не подпишем федеративный договор, так как мы подписываем союзный договор. То есть это означало, что он делал шаг назад, то есть побоялся чуть-чуть, не пошел до конца. И тем самым пошел раскол между Завгаевым и ОКЧН. И то же самое, ты должен понимать, оргкомитет был образован на 1989 году на втором съезде ингушского народа. Председателем был избран Иса Кадзоев, но через 2 месяца его уже снимают, он как бы со своей НИИСХО ведет дальше свою вот эту борьбу, и оргкомитет как бы на правах официального как бы ведет свою политику в этом. И в чем у них было разногласие? Разногласие опять-таки было в том, что, я еще раз говорю, не было закона о реабилитации, не было ни этого, был просто политических жертв декларации, принятая в 1989 году съездом СССР. И тем самым никаких предпосылок вернуть пригородный район практически не было. И именно то, что вот этот НИИСХОевцы начали вот эту борьбу за создание ингушской автономии именно до возвращения. То есть отделиться, создавая новый субъект, вот просто взять и вписать пригородный район вот этот субъект. Этого не хотел оргкомитет. Они говорили, что только вернув пригородный район, мы можем отделиться от Чечено-Ингушетии. И этим можно даже... Одни говорили по факту, давай я простыми словами, одни говорили по факту, с помощью чеченцев нужно вернуть пригородный район в составе. Другие говорили, нет, мы объединимся и сами решим этот вопрос. Нет, они говорили, что только так можно вернуть. Именно создавая свою республику, вписать это в Конституцию. Я понял, нет, это не, как бы, это я понял, это не меняет картину. Фактически, когда создается республику с пригородным районом Яшуцар, Агакара, здесь там разницы никакой в принципе нету. Эти говорят, давайте вместе с ними вернем этот район. Речь-то идет об одном пригородном районе. Это же не 2 разных района. И эти говорят, это 2 метода, но цель у них одна. Возвращение пригородного района. Иштхельча и Ушхельча. Просто, чтобы не было сразу никаких иллюзий по этому вопросу. Тут опять же возвращается Амад Барху Оон Чак Астуду Латалет. Нет, почему? Латалет, не надо здесь. Да. То есть пригородный район вернуть и предпосылка же, потому что этим обусловлено, что комиссия Белякова приезжала. Комиссия Белякова, Айеншхана, там пригородный район вернуть. Там упоминается вот этот документ, который я тебе говорю, так как Хериш принятия уже суверенитета ЦАНИ, пригородный район нельзя без их ведома. Поэтому нужен закон, чтобы обойти это их постановление. А на Цубанте принимать закон реабилитации. Но я тебе говорю с позиции вот ингушей, которые тогда хотели создать свой субъект. Кадзоев, они понимали, что без Владикавказа субъект не создадут. А если для меня, вот лично для меня, мое восприятие, если взять позицию оргкомитета, то просто вернув пригородный район, Ингушскую республику не образовали бы. Вот не было никаких предпосылок, чтобы эту республику образовать. Иса Кадзоев еще есть его выступление, оно датируется 1989 годом даже, кажется, где он говорит на Верховном Совете Чечено-Ингушской Республики, где он говорит, что нам надо создать федеративное Яхаш, то есть мы отделимся. И вот эта борьба, и эта борьба, она развязалась между оргкомитетом, как я тебе говорю, свергли вот это Ису Кадзоева, то есть его политика не устраивала. Оргкомитет не хотел отделяться здесь и сейчас.
вот здесь и сейчас, вот именно в 90-м, 91-м, 92-м. И мотивировали это тем, что нам вначале надо вернуть пригородный район. Но вот то, что Завгаев даже, во времена Завгаева, даже не входя в 92-й год, Завгаев говорит, что уже во времена ГКЧП хотели использовать проблему пригородного района. Уже там какие-то провокации готовились. Всегда вот это... Ну, это еще до Завгаева, о чем министр даст, еще в выступлениях говорилось, при любом решении вопрос Ауховского района и пригородного района будут подниматься, это разницы не было. Рано это будет или позже это будет. Они прекрасно это знали, это еще до того, как заложили. Я одного не могу понять. Вот это, на эту тему мы с тобой отдельно поговорим, чтобы сейчас уже была очень за партией. Я одного не могу понять. Не могу, Альчем, я это понимаю, это прекрасно, но что бы ни говорили, что бы ни делали в этой раскрутке по этим вопросам, под 89, 90, 91, 2, 3, понимание, есть и стремление у людей было. Я вот по всем этим, то, что ты сказал, сейчас послушал еще раз, лишний раз все, что происходило, вот эта конъюнктура между ними, Хардари, там, пригородный район, не пригородный район. Знаешь, это мне напомнило буквально, честно сказать тебе, 2018 год. Когда та же самая суета, кто-то за землю ратует, кто-то там Евкуров, за Евкуров, то третий за другие вопросы, четвертый просто борьба политических идей между собой и кто первый вылезет, с какой выгодой вылезет из этой ситуации. Одни, по сути, воспользовались моментом по пригородному. Я просто хочу понять, были ли там реально люди, которые реально довели до конца вопрос по пригородному району. Не довели. Ни НИСХО не довели, никто не довел. Я не говорю, что если бы остался Дудаев, чтобы довели, и Цабахас. Нет, никто не довели. Почему не довели? Обманули один раз, обманули второй раз, обманули третий раз. В конце концов согласились на новую столицу. Сегодня уже есть один документ, другой документ. И опять же вопрос не по пригородному району, не по Ауховскому району не решен. Из-за того, что можно было как марионеток просто-напросто управлять какие-то политические... Тут как бы ты ни крутил, как бы я ни крутил, как бы мы ни пытались говорить, как можно, если Амос Совола, один раз нас с тобой обманули, ладно, мы можем сослаться, второй раз обманули, ну, с кем не бывает. Но третий, четвертый раз это уже детский сад. Просто-напросто по этой ситуации я всегда, честно тебе сказать, думаю, что зарождение пригородный район, это боль Ингушетии. Но причиной отсоединения и разделения, какие бы там партии не были, политические или общественные организации, я считаю, что зачатки того, чтобы разделиться, они начались с 89-го года. 89-го или ранее даже, в 73-м году. Да. Почему? 73-м. Но это было обусловлено. Смотри, когда ингуши говорят, что в Назране ничего не было, здесь ничего не было, чеченцы говорят, ну в Аргуне тоже не было, и там тоже. Но все равно это Чечня. Аргун, если взять Грозный, Гудермес, там что-то было, но это же Чечня. А у ингушей Владикавказ, вот тяга к Владикавказу, и мы считаем, Назраницы, они Шихамхали безум булыш. То есть от того, что ингуши отделялись, это я еще раз говорю, это не означало, что несет убыток чеченцам, масала, или же какую-то проблему создать чеченцам. Я к тебе более скажу, масала, вот ты богатырев, а с пример Хамюалер, они по сути выступали за единую Чечено-Ингушетию 6-7 октября, за неделимую Чечено-Ингушетию. Их 24 октября постановление Джохан опубликованы в «Голос Чечено-Ингушетии» 91 года. Но народу Чечни, который в тот момент выбрал Дудаева, они как бы разнились. Так, благо в чем было? Благо я афатон, наоборот, зи холуртов, потому что об этом и описывает Яндарби в своей книге.
Насчет, опять-таки, эту проблему с Пригну районом, ее надо было решить. Решить в каком плане? Понять, вернуть его или не вернуть. Обманывать один раз, второй раз. Ну, то, что было в 20-х годах, там исполнили масала. Коммунисты вернули как бы. То есть при коммунистах вернули, скажем, не коммунисты, а при коммунистах вернули. Но после случилась высылка военхоушпес. Но здесь, вот приняв закон реабилитации, все такое, люди Цацбарыжи поверили, и да, аяхш бесец референдума тиша от момента шханцикш. Но с референдума тиша 20, с референдума. Сами же НСИ упрекают неисхоевцев, говоря, они не с Горбачевым не хотят говорить, они с Ельциным не хотят говорить. С кем они вообще хотят говорить и вернуть Пригин район Яхаш? Их обвиняли, наоборот, за сотрудничество с Дудаевым. В газете «Ингушское слово» 92 года есть статья, которая называется «Верноподданничество» или «Кому служат ингуши». И знаешь, о ком речь? О неисхоевцев, как бы, которые прислуживают. То есть, когда мы говорим неисхоевцы, это не означало, они, да, в лице, вот если взять НСИ и неисхо это националисты, это именно вот ингушские, но они, ингушские интересы, они отстаивают свои интересы. И именно их путь, он был выверен. Выверен в чем? Они не смотрели в рот Кремлю. Они не смотрели, что там скажет Кремль. Они делают, вот здесь и сейчас у нас есть момент, мы или сейчас, или никогда, мы должны что-то делать. Но так как это был первый, можно сказать, по сути, политический опыт ингушей, потому что в 20-е годы, я считаю, что это было вынужденное... Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Вынужденное малоземельем, там люди стояли на истребление в тот период. И этим было как бы обусловлено. А здесь, да. Амад, Вамад. Воложу. Хэшуё, а дючинго дукладира бодек диштон, что это уже цаахсат, алсам ханна литиш. Дала хай интерес хилари тер дют, а исахилла суткя дют, потому что играла муахкабу данного бен. Он интересно ду хатуна шоук иу. Тандера шо веху адича аден республика ашма дуишуто. Там веху адича и хум ду юнисту долштат. Уже дадел, уже ихан даел, уже дона игол дона, уже шахил хил дайлатуна. Тандера тана сахахтер худуихин хаку эле бодик дич баштамс асерти добавить дона даяет ху эле истон. Тунадек дона суал хахтер استانا حونا سعي خاطر دكتور كاكتونا وينير خلريتر ويتحقم دو الشم تاسبوچم بعد ايه حايز بادك تيج. Ну, сейчас уже довели до этого. Да. وينير سن خاط اسوك حو نيس خيتي اخ دينك نيس خيتي on البوسو بدوه ديلا تيج دو بوه Поймали, алейхиссалам, не садубовой, сялилин, что надо лучше дубовой. Он не схити, ах, динок це. Сугалаш, динок не схити он. Ну, худой конкретно объясни. Да, худой. Иде, это дак эст хажер, лилдер, худой. Разъединение Ингушетии и Чечни. Да, büyük самот bu цагилх до шедек цагаду, он не схити. Хэт. А? Хэт, да. خون خيطان نيس بان Бан, мыштяга. Нет, там есть именно в плане этнического или же политического. Не политик, политик. Этнический баланс. А вещь дакастер мышхул. Там дакастер алар диан субъект хайр хулцо, но цигденца диан расстояние как человеческое
ваш ехи хулкнах. Просто ши матху болж, ингушский язык холилцов, кадар холилцов. Не. Абсолютно. Все уже пошла тема, сейчас вообще другая. Да. Ингушский мот был масала, Азамат, дишни эфир хажил, хотя эфир яцена, тикта бузуртанов ролик разбирать, диш, что қалса гяжду доше тоолдани там цма амштахамаш тик хажула тик туалон таган дар долч хылдес галгашки цасту дашажы хант кент алыры во канти во хантыз во алыр десат қыдыр десат десат кундук дашажду масала канти во из Кузаошду, разница шунда. Да, но в литературном нет. Литературный язык это последнее свое. Ну, не, ты послушай Азамату, он придает этому большое значение. Он говорит, Азамат что именно... пуп земной, чтобы придавать... Я не говорю, что он пуп... Я не говорю, что... Подождите. Я говорю, что в его словах логика есть, так как литературный это на том, на чем будут твои дети учить в школе этот язык. Литература обозначает это. Литературный язык. Не важно, когда он основался, важно. Подожди. Не важно. Очень важно. Не важно. Я тебе объясню, почему. В данном случае не важно. Смотри, почему важно. Потому что литературный язык основывается в более позднем периоде, когда уже только объединяется Чеченская и Ингушская республика. Здесь есть разница. Если бы объединение республик как таковой было бы там, допустим, не в 30-м, не в 34-м годах, а объединенная одна республика была бы, не создавая Ингушевский округ, и она просуществовала бы до 1950-го, прочитать документ, ссылка есть, как раз сегодня написал тот же Мальсагов, тот же Николай Яковлев, о том, какой бы был бы язык сегодня, если бы не разделили и не было бы отдельно. Вот тогда бы, и когда, знаешь, есть очень хорошее видео этого, 90-х годах, 90-91 годах, на телевидении у ВИД-канала есть, где спрашивают этого бизнесмена вашего, Хуирцина фамилия, Роснефть, я говорю, Милор, а? Гуцериев. Он еще в то время молодой, еще он в то время ЧССРовец, как раз это время нашего расхождения, ему задают вопрос, вот вы же разные языки, разные слова. Мне понравился его ответ, великолепный ответ. Он сказал, да, на 1000 слов одно. Примерно вот такая бы ситуация была. И когда вы говорите, я не оскорбляю Азамата или не оскорбляю тебя, у меня вообще нет привычки. Но говорить о разности саги, стаги, сянги, но если, Аман, ты пойдешь... Дело не в разности, нет, дело не в разности. Я понимаю, что он присутствует. Я также понимаю, что даже бывают тут насмешки, например, букву F от иронцев взяли. Но у тех же нашхоевцев, это в диалекте нашхой там присутствует, это F. Неважно. İşte duç volu saç momenti koruage no başxo masala diyor onu ну ши хам халыр шидер халыр. Но это не означает что войт не нагдало. Но в политическом плане, политическом, потому что воин хадис, что нация, я хочу, хаму нация, камди, башламу акцент, хамун постоянно, он делает акцент, когда я его эфиры смотрю, я замечаю этот момент. Он говорит общество, общество, ему проблем в этом нет, он понимает, что общество это родоплеменной строй, что он как определению не подлежит. Уже определение нация, нация именно на политической идейной основе марги халишо уже. Именно разность в политической идейной основе, так она Ама, ты не понял, он тебе сразу сказал, я не понял. Политическое, он сказал, политическое. Вот это, да, его вопрос другой, он говорит, я понимаю, так она со каштайпы восприятие уложу масала
غلغاي نوخشي примерно مشت خندوي يعني أزمات ثاني ستحقق إفيريش خنيسة لا غلغا خوشي غلغا سيخلو خوش وسيج بأخيتش وسوا نو وين حزل وطولة حتى مشتر هواش تاتي آمد دون واشي تاتي ترخوي دو إن شاء الله حزلة ويدوتش دو قامي على مثلا تا غاسقي خلص قور خلص ديون وز إفيري حشوي عن بارها شيء لا شيء ثاني غلغا خلص نوخشي خلص نوقس ثاني واش خلص ملش بيرش عدتسو ده حنيا غلغا هو ده برش نوخشي بعد أخبارها شو أفيا خدت غلغا نوخشي نو это إنجوش تشينز عدتسي أما разница ثاني قيالش حتى باشلام أنش بس استيش слов цадош дцан разницы قي так издух агар издух кидух агар издух из маркбаш хо мя ثاني قيان то есть из барт ягжда хамди мы не там ищем ой цаш холоры гуждыс нах халишке тор та эфирер хатоже башлам та арен ثاني войнах والله نوخش лач да то войнах ан хватта то есть нис хамдыз аягыр войнах ан хат ثاني проблема уже вой проблема ча его именно в политическом мышлении Йоан. Вот тигиштен политика политика модердек диж вой политик яйца да сохша вой политики союз توبا داشا خالد سو ود امد حاجه لدوان ده دخوا سونا تانا خلوغا انت وي رازني تشوي ونوكا يدو أصحيح قال لك إدعي ساعتحيد يعني وكرود وقوب اشتحيد حقنا هو رازني تشوي ونوكا دلائي هو بوصل خوش رازني تسميات بوصل بوصل بموديلين تراشوات دودير تمام باتسوي بون صبر تمام باتسوي بون باخش زار داوخه اديه وين يقي فرازنيتيان حنجي باتسبيتش друзья عشقوا باتسبيتش وأصلا أوشتو تاكدون ورازنيتي ونوكا هوند سون دونا رازنيتي دونا تغيير единственное разницу إيش большинство кест бубо что حديث راس يوق رازنيت ميز طبعا بوصل دين هوغرد عادي حقش بوصل دين سوغرد عادي حقش فدوس ويك بوصل دين ثاني حاجه آمد از خمه یاست آمد арблой болша حاجه арблой болша دونا арблой керста бон бусо бон масит دونا почалкион ну цельцэшаш арблой дахца ол оман да то арблой дук оман ну то катаре ашто то хай почалкио да то арблой ду то цашду ну то دونا эмирачка ду ну цер маца олшаш дахц маца олца тон иду يا بس امارات то например эхки о حاجه ама со эхки о масала дом سؤال وطانا ближе со غلغاشن ولا عشو чем идо нож махкой будет царила ближе саалсам гегну что масала дона غلغاشو цорой кибеш масам бу что ти чой алсам гегну что со чудия ну сон цамха со сомнения со ночи у еще дон ас تؤغر أشبه دونا سقوما بو ستيبن باتا سقوما بو نو تانا بيوتك ويتحموت بو ويمسارة تحموت بو بيوتك تغير تدوي تانيك أبو وليلي أشبه دون مثلا نيك ملونك بو بوصل نيك بونس بيوتك قيت إدوك هن أوجر وهن تخي أدنى فندو أدنى كموت تكل تو قيت دوش دم مثلا سجيج قليدو سج إيه دو خالتم شامبول جاد Не, ты представь, حاجة حبو مثلا даже звучит сытнее, да, Башлав, согласись? Дух алтом я он звучит сытно даже. Из-за дуна вообще дичалар тахом дати, да, что отдельно дун республика. Ахмад, азхуги юхиях, вей разница юатерк ахай مثلا. Но таганы со غلغا ويا حلقينو هم فو بروبليم خلطو سو غلغا ويا سو وسش والله سو غلغا بروبليم ما نو الحمد لله قام دو
отдельно камду богдует, масала и ха эльча дона, из-за просто улича лартахум дати, хабюш самот бу, сагилкаду, كيتو سيا أمو شادك отдельно حاجة الاسبوع تاعش حتى بيتا بوج باربي بيتور ابيتا بوج باربي خن باغ اماراتش حيا قطر حيا يمن حيا عمان حيا عجل اسون شيلي تي عندش خن باغش ها из политический я говорю, главное, вы к этому вот самым. Политические темы жути шоу, а юти шоу ждать, но хотя бы или ищивый самым, или ищивый. Или вы... Цугума Олешкачем, Уайт Эстер датер на самом вот, нис ваха, хат азиах чат ваха, вата. Алло, Умар кам датер, тигич, этнический принадлежность. Там дисмодила. Начинай до она галама, кроходаул велча, ночи чулдуна, я конист до она суан тера таши сахтели. Ото жимох буе. А аблой мох мел бухаун, ше одиннадцать почалка жича до она, ходу она и цахта, да угорвой дакла что цена что. А вы эти до жимла та дон, один хэм наши. Вей догмуш, вей дуака муди. Цундера вейга бусо дининг хаус тиз до хунда вен лил цаха вей хайк алдуи вей хайк ала цукест нага دا ساقوان دا بولشة استعجمهم من تعالى وي حيقل أصلا حد يلديش أحمد نيسوت ناس حوس ديشتوه براو أغول ليو أغول حلغات إيا داس حوس ديشتوه ديلا سخودنا شا سخولي ليشو سواه هندن سخوديشو الأولى يصدون دو أحمد دارك فتوان نيستا عمل آخر نيستا نووي проблема لا يغوان بوزل دينسا وي بوزل دينساني توابنش ديقن دوي ويلي ديون خيلي بوزل دينسان تا تيم تا ألم ساقو تا هم أولي تو ديون هم تخورج بهن أزبوج ألم ناخ شايلي مقوصد يديني ملدو قوسش حدو разногласия с тем уж خني تحمل تعبر ما تدون تعالي تاسو أحمد شقوال تاسو Софао, основную проблему малая, хат уче вечериш тасю янижу вопросы шахтары жди, хат масала 91-м СССР в декабре развалится до 20 тещами уверен, но пошла мы схануш до хатар ди, хат з хериш принятия его уже о суверенитете халхейер или же после ер з умхаева ютчет. Сам даже хат сейтинг убедительно эндали, но учерянчил тебя перепроверить я хож гусу. Так аз яниж до тачхамы حال شيء حمديتي باش لامو فاكت حتى سؤال اللي جسون حتى سؤال بس проверяйтесь بونتا دي دات حاجة حارور ويدودري على خاص не в плане даже политическом историческом бузул динтани эштмар нис хамын тукач датвей диалог also обсуждение also ахин разносторонности хамаж ведутся школы да башла чаквальцу момент же вы борты не там хотим искать ягаз этнический ягаз масала тахана 2018 проблема это есть ре галгае шейли қоусиш баш бар нохчиш шейли тоже разногласия же но более-менее объединяться но это не означает что завтра это не вернется борт халырым дикде но борт хуббол же основа есть основу таду этнический основу хаец валит со хуббат сон яхаз барт основу қайыр ет атордица должно бусов ден дали қадар дали но тахамын или езвой тахамына дуцы атқаш езвой далдик дар долдой вадас дырес верено да ала оверля собел хазрил қиса абад вен أحمد الحمد لله الحمد لله صونم خطط перебивать я إيش خلاص استرد قال في حوجت أحمد في وقته أحمد توي هذا شنو перебивать ويا тут шмуай باش نعم خوشوادون خوشوادون
Herbol boku. Lieri, sun etюнтянин, Амац, коротко, Сухари уже коротко, Хедоци. Да, вот цики чуваш, он все перебить, я сюда чукцы, да чукцы, да, я слушал до конца. Да, дамову. Так глухо ждешь. Что я хотел сказать? Вы по этническому вопросу, по политическому вопросу из Амац, возвок Амады, или возвок Амады, Жим Амады. Свое мнение, если сказать, я вас я считаю так, к сожалению или к радости, мы слишком долго пожили врознь, чтобы опять сойтись. Слишком долго. И вопрос не заключается в 28 годах. Нет. Врознь мы живем уже 250 лет фактически. С вот такими перебойными, объединяющими до ситуации. Как бы нам ни хотелось, как бы мы хотели, не хотели, мы можем лукавить в глаза, мы можем делать. Но 250 лет тому назад, как нас разъединили, с тех пор с перебойными позициями, где-то побеждает братство, где-то побеждает ссора, которую между нами ведут. И вот эти вопросы, они были и, к сожалению, останутся. Что мешает? Мешает наша собственная Амад. В этом я с Амадом согласен, младшим Амадом. Особо, что он дует, собственная гордыня мешает нам. А гордыня наша заключается в чем? В том, что мы каждый считаем себя, если бы сегодня позволить, это ничего не нового, это еще в свое время описал и Берже, описал и остальной, описали эти моменты, когда касаются обществ, будь то шубутовцы, будь то чеберлоевцы и так далее и тому подобное. Все заключается в элементарно простых вещах. Если сегодня с усилением факта, как национальность, фактор укрепить цадин, дольше, цажим пославленный, вне всякого сомнения, поверьте мне, сегодня может, я поэтому говорю, если будет развиваться внутренний сепаратизм дальше, если это произойдет, то каждое общество, говорящее на другом диалекте, может предъявить такие же условия, которые предъявил Аман Баху, Маслабас младший. Это разницы нет в Чечне, будь то в Ингушетии. В Ингушетии, к сожалению, этот процесс, так сказать, можно ли это свободой назвать, не знаю, но процесс, когда каждое общество себя считает чуть ли не на статусе, как бы правильно это красиво сказать, в статусе родоначальника или статусе народа. Доминирующим, а он слишком большой. Когда преобладает родовое особо, что он не становится сильной национальная политика или нация не становится сильнее. Она, наоборот, разлагается и не дает ему усилиться. Также сегодня, это абсолютно ни для кого не секрет, если масло в каждом тухум детардува, в каждом тейп хайвес, погарни, что нет, что. Есть сегодня случаи в других тейпах даже, цхан тейпах, направление, когда ты им говоришь, ну что хадуэль моду, зачем? У вас нету такого тейпа. Это гар, ярник и юшун. Моби каста, моби альшай. Она говорит, не, свобода. Я разговаривал 3 дня с акинцем. 3 дня. Когда Астюнцан Кадинат Ламбин, он мне утверждал, что плоскостные акинцы, то есть тухум акинцы, и лам акка, это абсолютно разные люди. 3 дня я с этим человеком говорил. Что уж говорить. И точно так же сегодня Амуд может, Маслава Асан, я как пример. Старший Амуд может сказать, тхо аккайду, то акмерзит эхайду, тхо киди алектю, тхо. Не на севере мы жили, а на западе. Но когда по общим правилам смеются грузины, черкесы, знаете почему? Когда тебе говорят, что нужно политически, установление национальности или народа, что у вас есть,
Сялан хаттыр калсын. Стомарду сялан эфире яцер. Уарско work чуя, асюнгер, он тоже спросил разница. Я ему задал вопрос. Можешь рассказать из Амаду, Башкова хую, в чем разница между нами? Ты можешь мне обосновать? Вот есть, допустим, чтобы быть народом, должно быть там, допустим, синяя машина, красные диски там и так далее и тому подобное. Вот тхадоцик, шугуду, шудоцик, тхауду. Я никого не оскорбляю, никого не унижаю. Опять же, ни у кого нечего назвать, никому нечего сказать. Просто есть политические амбиции и есть суанталы особошлухум. Да, мне тоже приводили этот пример, Амад, насчет Арбашхарин. Мне приводили пример, когда я говорю, вы разный мадец. Я имел в виду понимание. Да, мы психологически уже разделились, 250 лет – это большой срок. Вне всякого сомнения. Если бы на самом деле только 28 лет беда царей, можно было бы объединить. Но 250 лет – это большой срок. И плюс ко всему, ментально мы стали, как Хасан Бакаев говорит, мы разные люди ментально. И этого не отнять. Есть Германия, есть Австрия. Кто живет в Австрии, кто живет в Германии? Одни немцы, один язык. Фактически одна культура. И президентом, родившийся в Австрии, стал президентом Германии. Ну, неважно, нацистская Германия она или нет. А с Гитлером учет. Да. Та же самая ситуация, но в Чучуа, Волачуа. Я почему Амаду выслушиваю всегда до конца? Импонирует, почему он мне импонирует. Мне нравится, когда он дотошно. Я не знал, что Амад смотрит столько моих передач, честно сказал, перечислили, что но мне нравится, что когда Амад закидывает любую новость, я думал, только я делал, я смотрю, на что он основывается, какие. И у него есть выдержки, у него есть документы. И я выслушиваю, выстраиваю вот эту стратегию деления. И на самом деле Амад, хоть многие сегодня здесь, он зашел-то как раз-таки не как противник, а зашел, чтобы сказать, да, эти ссылки есть. И два вопроса, которые меня касались, я ему сказал. А что касается 91-го, 92-го, 3-го, 4-го года, ой, дай старый, ой, объединиться, дари, ошиб, дой борьбу. 90 Амад, старший Хлёк Бамас, 95-99% сегодня будут против объединения с Ингушами. Но бьются на 40. Они будут против. Поверь мне, и разницы никакой в этом нету. И то же самое будет и с их стороны. Мы для себя, я почему говорю, потому что, не может быть ментально, мне когда заходят и говорят, да, большой процент войнахов есть, войнахов, как я имею в виду, за это термин, Амад войнах есть у Маславас. Войнах есть, ну ты понял, о чем я говорю. Я имею в виду, политический зал. Ну, короче, хорошо, что ты переубедили. Я про что говорю? Если в данной ситуации, ситуации, мы же можем каждый, хаттардич, шивош, танкертах, алло, цер данани цак дольшена, дин дольшена, цер зудри балос большена. Зудри балбой, им каждому хочется по отдельности. Каждому хочется по отдельности. Поэтому, что бы мы ни говорили, Ингушетия, Чечня, Чечня. Шеши, Махкау, Шеши, Бахтхил, Вашлам. Хайк Алкач, Сун Лаари Амад. Лаари. И уже это легкое ханьял. Мы можем говорить о процессах становления, мы можем говорить о проблемах. Можно одну ремарку, Баслам? Сейчас я как раз таки для меня Уцик Малцик никогда не будет героем. Никогда. Не потому что я объясню. Для меня он тоже не герой, не мой герой. Да, я объясню, но он не будет моим героем. А вот плохой, хороший Саадулла Гихинский, он будет у меня. Почему? Потому что Меллавала Саадулла Гихинский, Меллавала Бог, я просто-напросто воззрение, что вам по религии, по другим моментам, мне он больше, ближе к духам.
Что бы он ни сделал, какие бы ни был. Я с точки зрения, если религии смотреть. А с точки зрения национальности, если смотреть, там он герой, здесь он антигерой. Там он хороший, здесь он плохой. Теперь И можно так одну ремарку? с каждой стороны, да. Ремарку. Янер 250 лет нищты, но опять-таки, подтверждая то, что я сказал, что нам надо искать объединение именно вот политический арф, это не означает там, сепаратизм, там какой-то ханат 90. Я имею в виду, что эта тема нам еще предстоит. Ночи проблемы, обсуждение, работа над ошибками, так сказать. Делши эхту бахал, валлахи, декчер я. Становление нации, это мечталцево. Ну, неопровержимый факт, что еще не состоялись как нация на пути этому создания. Но есть один примечательный момент, и он очень схож вот с той позицией, которую не исход делали. Это, ну, я даже думаю сейчас вот после твоего эфира, что вот к этому 15 сентября, наверное, надо мне какой-то что-то выдать, в чем схожесть Исы Кадзоева и Весенгири Джабагиева. То есть, смотри, я вот закончил читать недавно Музаева книгу, вот это «Съезд горцев и орды», на 600 страниц его книга, я закончил ее читать, и я был поражен одной там главой, где Моздокский съезд. В этом Моздокском съезде в 1917 году, понимаешь, присутствовали все народы Кавказа, кроме чеченцев и ингушей. Кроме чеченцев и ингушей. Это я. И там обсуждалось, по сути, истребление истребление адатцев, но война против. Инициатором этого были большевики, порязвали даже. Эти большевики были инициаторы. Это до прихода Деникина вообще. То есть я что хочу сказать? Вот то, что мы знаем, да, что Чермоев и Джабагиев, они вот именно вот эта Горская республика, которая была в те годы, именно которая независимая Горская республика, хотя она вначале не пыталась быть независимой, она в составе Российской Федерации, ну как федеративную договор, да? Ну Горскую да, республику. в принципе, из СНГ СН вариант есть корпус. Да, СНГ СН вариант. После как большевики пришли, только они, короче, на независимость пришли. Но я что хочу сказать. Локомотивом тогда были именно чеченцы и ингуши, вот этого всего съезда, вот этого Горского, вот это. И сама суть даже, что вот этот Гацинский, у него наивства были в Ингушетии и в Чечне. В Ингушетии у него тоже был наив. Кадием, то есть он кадием устанавливал. Гацинский. Они как бы поддерживали и вот эту исламскую вот эту составляющую. Я что хочу сказать? Вот там вот это ингуш, ногчего и ахр не мешало, оно наоборот объединило, можно сказать. То есть в этот момент были вместе практически получается. До момента, как ингуши отчасти в большинстве своем поддержали большевиков. Тут можно было бы сделать эту аналогию, как с Ельциным. То есть люди, которые еще даже по сути не у власти, но которые идут к власти, они, пообещав что-то, тем самым ингушей за собой повели. И Джабагиев остался просто неудел. А Нохче с этим Гацинским, какая-то часть Гацинским, вот это Имарат пошла, другая там за Деникина, другая с красными тоже поддерживали. Вот это разность. Вот политическое мышление и знаться, хахан, тухамаш, дуэн, масала, башлам, ты когда ведешь эфир Ахмад Бахба, ты когда ведешь эфир, ты же в своем плане, когда ты рассуждаешь, войца, Ашхалдез, Вайбарт Халдез, которые вещи ты сейчас говорил, чтобы внутренний сепаратизм не был. У тебя это на долгую перспективу, так ведь? Да, на всю перспективу, на всю жизнь. Вот с долгую перспективу я просто хочу сказать, идейно-политический, та мысль, Юлыч Вайцухули, но за Ахмаду Яншбеса, и как ты говоришь, герой для меня, бусул динца туамбеж мархалишоу ждать. Саману адуать, бусул динца туамбеж хам. Сегодня просто нам надо научиться говорить на острые проблемы. Эти острые и не проблемы, оскорблять, не материться. Да, эти острые проблемы нужно обсуждать, обговаривать их, разложить, принять как бы
он хамхат, хохарсвян, в комментариях многие со мной не согласны. Ну, валлахи, поищите. Мой номер можете достать, Башлам вам даст мой номер. Если кто-то попросит, я свой номер не хочу сейчас озвучивать. Бехкальдуасом постоянно номер, да, я сойду постоянно. Проблема, я готов, я наоборот рад буду обсуждением, но чтобы это было на аргументы и факты. Вот здесь вот это задокументировано, вот здесь вот такой факт есть, Аллах. А не так, Аллари Бахари, я хочу. Сдезацирован, задах тизеру. А свое видео Хаджиро, что хочешь? Хаджир. Видел ты? Не ее до этого. والله تسولت ويست خلوا اشمو ويست سولي شو شنو يقي اوزين ده ديش دوش اخيو بيرك بلش قيت هذا يعني يخرتي крайне وصل не مثلا بوستون هل هم دوي تاغوشن دايسه لوش دوش ده تا دلا سو حوشوق ادون دوا دو دوتي اس استاغوشن تغيير قليل ده ديش مدوي إن شاء الله. إن شاء الله. هو آمد خيلش ليلش هنت عدوتك ديكم دوي دلا إهما دويش بو دقابل كان آمد نشين إهم جدوي تنبولي دون إدوه تيسيشن وسين ناسي قد دوي أتو دونا دوكومنت إنا ويقام از ويقام إدو هون تاجسون رازن قام تغييتون سون غلا سموحت بيشتغل تو سقوط عنا واسطي بو مسألة سو خود ندويجا عاشو أكا سنة واسطي بو غلا يدون أو بيوتك سموحت بو اشتبو سوولج اشباش كتوا ديك تغير تو أوليلش سو إيش ولج باش تيجاليل ديشتك تغير تو كاك يا مغو إش رازني قامدو ده كون بوش تو غنا سولي و تون باش آذربایجانش بود، تون باش آلمانش بود، تا چه داشت؟ ولول و ما بوش. غلا وقع. تا چه؟ لا سامي لا. آمد. تا چه داشت؟ کی چه داشت؟ نه совсем دون وی غیل قیت یم وی محتی تا تا دون پیدل یا تاهم ترده. Да. Уденет, воинтервью же каком дам да. Ака юдона вроде бы вон уля буштона шадега дуга цатер ах мудон астона Азербайджану и эльч я армяну эльч я осетину эльч саборди ваям да такам эдерсту цаши куй ас эдеркс Ну там, Ахмад, не проблемяцо, Ахмад. Но тигден сатаханы цугава хакин халучи асхуги гойга цугава азяхш. Ой хила голга е Ахмад голга мухин матабос. Ну قدمك ام دو مايل да قدنا республику эл. Голга ду ашаш долг ома ду тейпна ду эл. Ну, отдельно там дубок, дуй, и за уэя телуана больше сакиты. Хажа, Амад. Не. Нохчи голгай хабиам биагыр датсонсыз. Кадар датсон. У меня просто вот... Он сам, берле. Малыш, нохчи голгай хяга. Голгай нохчи. У меня на этот счет свое видение, но это сон фатхуайн голгай. Это Адемер жуалису, масалата, но постада, немер жуалису. Елер десун дал хадан. Адемериш иштханыйо, вештханяцо ерянда, ва пластические операции, чамбуж, вал илия я цаман, масала я. Емериш сенни, есибат сенни мар, кахамдаатыз, галга халари, нохчи халари. Адмар қыраз, иштханы, баргиш эрж десе кейді яхшмыш дағой, да, даже хатас масала. Мегадат, аяғырды цанқомын дуяш, улук бұқ, баргиш эрж хал дез, линзиш, охтиқ. То есть это нормально, данность яхтыз яхаз. Вей тани цанқомын бұл жахаз, масала аяқшбез, хат ичиш, бацбитиш бон. Но до того царик вош ан олу да сок. Хугу ал да. Царчик аваха че гулк эздел қадыр худдухан цар цани. Потому что царь керстденді лелдиш, царь уже қыштайбды. Именно с керстденді бусул дені дар политические составляющие, идеология есть. Идеология это есть политика.
политический составляющий уже, идеология, бусулдин дывы, бусулдин хугари, сугари, таган, а хайти че, бусулдин дадяка че, язычестве, Амат, хажа, ушам явно на большинство керст душаш бош, те дагитеш бол, то церковь чубан сейчас уше густа видео гнасо, уш тегу, хасавошу эла, ишяс бусовсик, но тан. Не, он царлил лишь до гулк эздил, ди даже, ротест, вагу масала барда, царлил лишь до гулк эздил. Ой, гуржеш делдо изам, гуржи бак, ну, да, гуржи сөндірдік, цар гулк эздил, да, он уже совсем куштай, так это гуцо. Что я смотрел? Ой, тан, политический. тан, галайдон, бусо мабу, тан, саташ, шикуят, то галай махтон, вахч, داوود و حوال حاملو شربوس و بوس خلوچ تاغنا هاغاوي نوخشوي اونا проблеми داغدات بوس خل دقه چدات بو انت بوس خل ديز سوندونا حيق تغيت كدو خان ده غلغ خلا وي قدنا ريسبوبليك دون خلا الحمد لله نوت حقوما قدنا دو مبا هون اچا اذا كيس حيق ليك اس كومنت وي لحتر دو از دون تانا تعلوانا دون وي تنا ديك بول تغلت وي تقام دو ال دي ده قطعي تحتوما دو وي تقام ده ات 90 года пастышханы وي تقام ده يا خاتم وي ناخده وي يا خاتم 90 года аяқш бес пастышхан ويتقمد يا خاد وين أخذ نتخو والله هذا شو نخشد طبعا أياخش توم بوش خلق دقنيس خلص تونده و نگه اصلا هند و ادعا خیلی دی شی هنسون هودیک تاخید خان بوسو دنیا خیلی دوت آمده با خیلی عدید دون نو تجا دیکم خیلی این مثلا حداقل دی نو روما دیت دیز روم دوت عنی تا نه سو مثلا سودو انا بارت باقی چوی سو دیگنل سید گوکردون هر سنه گوکر از موعدتون خانه و خادون قیت خیش قوم کاک یا مگو اسیب اش مبویز والله بالله بوی اش دون اش بیش چو سگ پیامشی اما تعواس تا نه پیامبر حدیث مدو علیه السلام اصحاب الله یا رسول الله یا اسمانی غربوش حکومت ناخب تیگ وقت تغییر چک بی شاید یا اسمانی غرو الک پیامبر تیگ جدو حاله لگوش غربات تیگ تواقع تکبی ایسان حکومت دونا ها سوات سوشوات باشه داول غیرت تگوی و داوان های گوت هن یاون ایباشه که دوای داو های ورد دیده واقعا چیزون نو وی ایشت خدمت دیز وی عودو خدمت دیز وی تاجیم حیق را خدمت دیز وی اتریتی دون وی خلر تان اولتر وی خلر تان ای وی خلرم بش شکو یاتر تیگه истории духанды, общие истории духанды, но пошла мы, без 250 лет назад разделение, разделение яхмоти гяту, данности из Ахмад Дягаз, данности шьешь без... Ахмад, и хилек, тут я дон, лах дизбог, мадати, тут я лах, мацадиз дон. лахтер, да, миш толцо, да, карта лоц, хагеш, хай колоду кача карты цань дало известку просто. То есть там карты цань дало известку. И карты ты шаш модерн ха эсписан да. И то. Хо карты вы ирдо это да твой والله وي تعشم مدو قدر ولا عدل Табусул бы элч квачем бы уденет мелволчи. Табусул бы элч квачем бы уденет мел. Но бать опять-таки тут хатуавы. Тага новый бусул на иша ханда из рода племенной вы чада ханда. Обуч бы арби иже сен разделят. Иже общество штани. Все равно национальной принадлежности штани и разница хана арабам тар. Я хат именно там мот либиш там худу царь. Я не знаю царь истории дух взглядаться, но Масала, ты Египте багажет, он египтяныш, бас тукабу, арби, бытик, отбал. Но они все равно, это египтяныш, датхуяныш, дабахабу, разделение именно из рода племенной чинцани, из рода племенной яри, от ютичер, от сугала, от ногчи, от цетейпен, да, тхагал, лака, ханы, тхо уз дань иш, ханди, тхо уз, первый юрт айлариш, тхо ды яхажи,
по определению, нация, что хамна дуаллахтыш хамды из рода племенной. Рода племенной чер ардиан диандацию. Нохчи он бадр элчи до конца арбиан вамбац 2018 года по большей части юхтяиш касап. Галгае хетет рода племенной дет хояжну да таган. Но именно рода племенной яр адат яхар хозгук дат аз лучиш дор. Адат аторияхаш без бусув дин халла дихона خن بوصل دينو توام بيش حخنش دو غلقنا أبرد بوصل دينو قيش داش ده دوت داس دوتر мышление ютчер мышление кем и как ты себя позиционируешь и малая идеология того. Простой пример реалия. Стагана любой доучов хаикачил, нахшей безом были, или по понятиям решает, или светский судья болхаш, или шариат цан решает, или ад цан, а из маразм муали, кертич дивой хакали, вы хаитиче, шейли ваш дуаш, хамажет кертиче дело дуахку. Если бы мы что отцов медицинскими терминами сказать, да. Керта соучавый шизофреники жду уже, керта пина корт табет жлахти жду, до того мы шизанутый отдохцо. Дезы ждем по понятиям дуц дуй, блатной камел, дезы ждем шар дуц дуй, дезы ждем ада дуц дуй, дезы ждем светский закон. Короче, по выгоде, как выгодно, так и... Дело не, да, по выгоде, да, но дело в том, что это никто не задумывается. А что халишо уж мучеттериан? Или вы босол дали, давай шар издуться, да, светский закон, хамталат, но вы или давайте шар издуться, да, то есть и лёцвы. Сталин, хатвинш, хатур, аздите, ардали, Сталин, Бакинский съезде выступает, дишхана, галгаш, нохчиш, что езжу, обращение, шейли, шар уадажи, лил дейчу агяхаш. Терский область, хатаганцы доклады златают, тема, Терский область, изерикца, аду, хакалыр, фубахантихан, шариат, якир, нохчиш, якир, лятм лятадиз, наивстош, хаяшхана, из Терской области, да, масалай, вашлам, подтвердит, шариат лил дейтишханту, но царь сендешхан потихоньку из разделения фубахантишхана, по округам разделить, шей судыш хатпалви, потихоньку, а сдаягар, сознание, хакити, адуали, وينقد والله دقدوخ مداحتون يلا يغوا وي نخشي ويان потому что сознание вы дақети цурада племенной чрвы ардулри дела ахтаху дарвы ваш даже проблемы шкизе вы ютежу тему же наслаждение эти герои даже мы именно интересом это разбирали бы цанного хамхош а не так лишь бы отстоять свое и задавить другого яхаш аман хом таун хай цулла дона беш бол буй хай пиче и цагели. Вот цано косол деже, адучиш до хамял. Адучиш до хамял цано косол деш холо. Не в плане того, что цан дезер да адучир, цан дезер да. Но именно цахамн цани, гойон нохчи дихан галгай цахалит бахшон яхаш. Или да нохчиш кад, галгай дихан шоразидини ди дуахкят. Иштемаш сочи езу яхас. Иштемаш вы сочи вы ахтахот. Хахан дянтаган ингуш чеченец. Хабезн были галгахал, хабезн были орсхохал, хабезн были чурохал, фяпихал, кавар. Ингуш ваха. Нохчиш кади ахихал, нохчохал, кавархал. Суна чеченец вы. Все, цитер дади антас вы. Суна таханы есть ингуши, есть чеченцы. Кадахцы дут сам. Масала. Да, шей орсху отдельно камби. Это тоже я допускаю, это ихнее право. Но как субъекта сегодня существует Ингушетия и Чечня. Ишхалцы схам оставить. Не то, что оставишь, а цахамантер операция дешмар. Надо еще ждать. Строить замки в небесах и песни якос. Но кто-то ошибся, я говорю. Сходуаться же война. Такомадон. Масала бо хамнени цени дона. خليش مايات مصير أويلا يسا أويلا خليشيات مصير تانا دوتا سجدونا شاليل دشتو هما غازني أويلنا شخريو غازني مليني شخريو مصير دلا دونا شي دونا دينتي واويشو سجدون شي عادتي واويز ويداش ليلي نقدوي تسوتي واويز داش ديلين что واويز а то первый анардар из нисадар Дина ду вайдаш дили нагду хонда цу дин цяни дабоган ма буиш то цундера иш дабо би цундера вожда дегду илиляш хилча иза цаас болчан дизаг ду то аден нақам ду хо херду вожду ицан хандиш то ихум
سونم تأوشز يا أتعشو بشلا من تأوجا سون حجر أمد يا حونا تأوش حونا وما سنديدك تأخل دو نو أبوك دوي سوي سوچو حوچو بوش إذا تأخل يا تنمعم ديسون تنمعم تأخل تأخل شوز دوي مثلا نوخ شدوش خلي شوز نو برت خبات سون بيزر برت اس برت أسوق يخو يا تكم خلش برت خلط تيجي إدينس ديس شق разный قمش دلي даже برت خل مثلا ديعنا إما ما تولش خانة أو أرتجي نوخ شيء تنخم بيتي تعش خم بي خم أنا إدينس برت خم صار تان حمنت برت دلي أحتاج يهم دتخ وحمنت لا ليش مثلا نو قام تخلي تقام تخلي نوخشي قام туган образоваться дат именно как нация تقام خندات но يرسили вы вы я хочу хам баш хо ханят тани неправильно, не в то время сформировалось. Сформировалось во время шейха Мансура. Имам Шамиля это только последствия уже. При шейхе Мансуре появилось. Шейх Мансур это да, движение появилось, да, политическое движение. Но именно когда они вот отстаивать свою идею, как или мы умрем на этом, или же мы пожертвуем этим, когда они избрали вот именно съезд, введено он был вот этот съезд, когда имама Шамиля принимали. В Урус-Мартане. В Урус-Мартане. Вот съезд царь Хаяшхана, вот по логике, если взять, это можно считать Астаган Алю, съезд ингушского народа, съезд чеченского. Это и был съезд, по сути. Вот как съезд наций, которые избирают все, это политическая воля конкретная, и за которую потом 25 лет. Минута, что и тебя выкинуть дали сразу. Давайте. Если что, Хентердол, Ахмад Башлам. Да, Хентер Воловто, Сундуна, Луа Кудуй, Ахмадона, да, Аденадона, Республику Адена. Ну, Тогалайду, ну, Адена Камду Бошта, Хонда Ацмуледваста, Хонда Ача, аж идуйте, Хол Арианство, Натха Масалату, разногласия, Шхол Тхонука. А Суна, Масала и Гушу, Сони Гушу и разногласия, Шуи Масалату. Совой школ, Галашан, Козабол, Цанхаунту. А Сун Мелванюк, Аборт, Биза, Мелхуду, Тана Сундиза, Цакестер, доктор. Цахапаля, Башламу, да, из Мержо, what is Arians, what is it? Sometimes if you read to Bashlamу, take a course, Ham out, Cahapa. There is Bashlamу, yeah. Нет, حقن زين والوش خلورس دلاتان نيست دلس إزدان لكن كم خاطر. Ой, чешина дерез хил. Дерез кому? Ладуш, оуши, лардист хилар. Самое главное в наших эфирах заключается в том, чтобы люди высказались. Чтобы или согласились, или не согласились, но услышали мнение. Ни с камнем за пазухой, ни за спиной, не оскорбляя. Нужно выслушивать людей. Честно сказать, я не просто так это сказал, когда чую, если Ахмад тебя пропустит, потому что я хочу говорить с человеком, который умеет слушать, и Ахмад уже не такой, который был в начале первого эфира со мной. Ахмад сдержанный и аргументированно уже пытается говорить аргументированно. То же самое, ваш старший Ахмад Чуян. Мы всегда должны приходить к одному простому пониманию. 250 лет или 28 лет, когда мне многие спрашивают, мы слишком молодые сейчас вот эти вещи обсуждать. Этот вопрос обсуждался уже, если с 1934 года мы вместе прожили 70 лет, и так и не поняли, что мы стали одним целым. Исходя из этого факта, я говорю, что 250 лет. Если бы с 1934 года по 90-е годы мы прожили бы вместе, без камней, без ничего, поняли бы, что мы одна нация, мы бы ни в коем случае не расходились. Если разошлись, значит, эти 60 лет нашего брака или нашего общего дома нас не устроил.
Советский Союз тоже строился как самое гуманное, справедливое, честное государство. Однако сегодня встречаешь очень много людей, которые говорят, а я совок, яри, фигня, яри, хидик дари. Хотя там было очень много и позитивного, было и хорошего, но это было атеистическое государство. Мороженое было вкусно, да? И Тархон. Тархон замечательный. Вот, поэтому сегодня наследие, которое нам досталось, оно очень сложное. Но и хорошее с другой стороны. Почему? Я не против высказываний, и я, и любой человек не должен быть против высказывания мнения своей национальности. Если мы будем говорить, как аргументировать, и ты можешь согласиться с аргументом или не согласиться, это одно. Переходить на личности, говорить, у вас здесь слабость, у вас там. Я всегда призывал и говорил об одном. Если мы будем оголять скелеты в шкафах, мы-то это поговорим, и потом в конце, ой, бусу баду везриду, ой, дислурду. Но эти скелеты никогда не забудут ни один из наших соседних доброжелателей или недоброжелателей. Вот об этом мы никогда не думаем. И грузины, и сюли, и черкесы, все, кто вокруг живут, все знают, что мы и братья, и один народ. Только вот нохчи и ингуши не знают. Делозу вая билам да. Била бил цена казахит, вай борт да. Мы говорим, не говорим, действуем, не действуем. Все зависит от простых. Я не люблю тухобоча. Башлам, этот путь, который нам нужно пройти. Да. Это путь, который нам нужно переболеть. Амадас Элек, помнишь, сегодня как раз ты, не знаю, сначала был, когда Бузуртанов упрекнул в том чеченцев, что они прошли через феодализм, а мол, у нас его не было. Вот это как раз таки не помогает, он себе не плюс делает, он себе делает минус. Для становления государственности. Он не понимает, что я где-то встречал моменты, вот эта комиссия, которая была создана по земельным сполам в Терской области, там ингуши подавали документы, говорили, что мы феодалы. Потому что тем самым только можно было обозначить вот это мои земли, что им вот это оставляли как наследство эти земли. Что этим самым некоторые чеченцы могли, ингушам где-то поверили, не поверили, здесь у него совсем другая тактика, стратегия. Чеченцы, я однозначно говорю, чеченцы не прошли феодализм, чеченцы заменили феодализм именно мюридизмом. Это стало вот переходный вот этот период, вот этот мюридизмом они заменили. Именно поэтому в те годы уже как нация они вот это пошли на государственность свою, за государственностью. А ингушети, будучи в родоплеменном сознании, еще о государственности никакой и не помышляли. Это, ничего зазорного. Продолжим свою дискуссию. Постараюсь в среду сделать, если желание. Хочу душу, что на схил, бюсте, халео, бюсте, жаир ламас, ханте хочу. Башла. Hög satsum khatton сороно нисел. Нагасан тон амат эрвел хочур. Уже хан даялёш, архос рушиши. Башла. Дерес хулдон. Масал нахил. Элла дон шадеге дуйтон. Вот, Амада тоже выкинула, но, к сожалению, старшего и младшего Амада. Шушина Дересхил, соподписчик Масан Дересхил. Не забывайте подписаться, не забывайте писать комментарии. Мы не всегда можем соглашаться с мнением наших оппонентов, но мы обязаны для аргументации знать их мнение. Ни по сплетням, ни по сказкам, просто знать их мнение. Зная мнение, нам будет проще отталкиваться и обсуждать любые вопросы. Не зная, не выслушивая ничьих мнений, говорить только я да я, это не аргументация, и мы проиграем в такой войне. Поэтому всегда слушайте. Трудно, но шунчул халсуна, да? Я уже на протяжении 3 лет столько всего услышал. А вы не можете один эфир даже иногда до конца дотерпеть.
Цундера شيخور شيخومنا مخبو ويحوصة ديز ويشق دولة ديز ويصبر خلا ديز صبر دول شنجح لام باقين وشندق цундера مثلا بيستي غلو مثلا дерез хил. Да, я сегодня позабыл, наверное, сказать, поблагодарить. Огромное спасибо нескольким моим, сколько нас сегодня, человек 5 или 6 человек задонатили. Дерез хил, да, тут да, дуэл, да, са дуэл, аж дерлага будистинг, да, беркет дуэл, да, лаха, ой, ошки, тархирду. Ой, Дина, здесь могешь мяшкала. Постараюсь в среду. Если не сделаю, значит, что-то произошло, и я, к сожалению, не смог. Или же пятница, суббота, воскресенье, по мере возможности. А так, в любое время пишите в директ. Обязательно комментарии 1-2, лайки. Если есть что-то интересное, скидывайте в директ, посмотрим. Ела. Аудиторию яца опубликовать, ела хиру. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Далат тугуэл. Адикуэл. Алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всем спокойной ночи.